Электротеатр славится своими очень хорошими костюмами, безумно красивыми декорациями и вот такой шикарной историей на сцене. Глядя на фотографии, можете сразу задавать вопросы. Я специально в разговоре буду делать такие маленькие остановочки, да, подразумевая, что кто-то вдруг хочет что-то выяснить. Да, значит, смотрите, да, верни, пожалуйста, нам на сгоревшую. Это были в конце фотографии, вот. Значит, смотрите, да, это конец 30-х годов, предвоенное время, тяжелая ситуация, и все основано на вот таком, как вы видите, пепелище. Достаточно непростая декорация, сложная, одновременно с тем безумно красивая. Вот, значит, как что-то было достигнуто, какие эффекты мы использовали и как с этим работать, буду рассказывать в процессе мастер-класса и знакомства с этим материалом. Сгоревшая библиотека, которая вот гора книг на сцене лежит прямо в самом начале, на авансцене, вот, их много там, очень много. Это как раз вот этот чудесный материал. Этот чудесный материал называется негазовспененный, химически сшитый пенополиэтилен. И вот это крайнее в конце слова полиэтилен сразу всех бутафоров приводит в ужас, потому что все прекрасно понимают, что полиэтилен сложно обрабатывается и ничем не красится. Об этом мы отдельно поговорим во второй части нашего занятия, потому что до конца его красить идеально не научился пока никто. Мы на пути. Есть много способов, за эти годы появилось. Я им занялся лет, наверное, не соврать, 15, наверное, назад, работая в цирке Запашных. Вот. Я его подсмотрел у швей в костюмерном цехе, в швейном. Вот. Это конкретно, это был не ППЭ, а это был изолон, вот, который больше народ знает. Изолон есть, в основном представлен у нас в двух вариантах. Чуть более плотный, его вот как раз швеи любят использовать. Он потому что более гладкий, на него, на аэрозольный клей хорошо ложатся ткани. Мы делаем из него латы, щитки, какие-то жесткие корпусные элементы костюмов. Ну, точнее, не мы делаем, а швейные цеха как раз-таки. Потому что он режется ножницами, ножиками, легко прошивается, также легко потом рвется, если нету ткани. Да, и основы какой-то тканевой. То есть по перфорации, которую мы иголочкой швейной делаем, конечно, он потом начинает рваться. Вот этот, который более пористый, более мягенький, ну, соответственно, он чуть-чуть легче, хотя про него говорить, что тяжелее, что легче, смешно, потому что он весь легкий. Да, он более, конечно, точнее как, более подвергается повреждениям, менее износостойкий. Этот поплотнее. Да, дальше за этим у нас уже идет Эва и вот эти материалы. Можно давать ту фотографию, пройдем? Да. Хорошо. Давайте по фотографиям, да, отвлеклись, хорошо. Вот она, наша чудесная книжка. Верни, пожалуйста, предыдущую фотографию. И вот оно, наше пепелище. Пепел – это рубленные полиэтилены. То есть прям пакеты, просто пленки черные. Их там перемололи очень много. Вот, и вся сцена этим делом усыпана. И тут пошел черный снег. Вот. Волшебные пропитки. Да, сертификаты. И все чудесно. Ну, в принципе, это вот так выглядит. Вот. Далее. На кадрах также видна обгорелая мебель. О ней мы тоже будем разговаривать в финале нашего занятия, потому что основное наше знакомство у вас должно состояться как раз вот с ППЭ и изолоном. Далее у нас будет маленькое ответвление на художественную термообработку ткани. Кто-то с этим сталкивался, кто-то еще нет. Ткань очень кайфово, синтетическую, вот как на диване, можно обрабатывать температурой, а именно феном. То есть мы ее подплавляем, поджигаем, получая кучу разных эффектов. Ткани тоже покажу. К
сожалению, нету времени, да, нам обложиться и все это пожечь, попробовать на вкус и цвет, что называется. Да, но Союз театральных деятелей Казани, представительство, да, будет организовывать большие мастер-классы в конце сентября. И мой мастер-класс там будет. Поэтому желающие приехать и на протяжении 3 дней как следует погрузиться в эту историю, милости просим, потому что, в принципе, чтобы нормально чему-то вас научить, не просто вот пробежаться, как сегодня будет, назвать термины, материалы, инструменты и все сопутствующие товары, да, там мы сможем прям вот задача того мастер-класса дать вам в руки материал, инструмент и убедиться, что вы поняли, что с ним надо делать. Потому что сегодня я вас засыплю информацией, вы с такой головой уйдете довольные домой, и дальше будете думать, что с этим делать. Вот. Желающие могут попроситься, чтобы мы добавили вас в большую бутафорскую группу, где есть бутафоры со всей России. Вот кому-то я уже успел перед занятием об этом рассказать. Это моя группа, она называется «Бутафоры СТД». Вот. Для этого надо будет просто мне написать, там, позвонить, отправить сообщение, что мы хотим туда попасть. Ну, предварительно, конечно, представившись, потому что я себе должен вас записать и понимаете, с кем я общаюсь, что называется. Да, конечно, сейчас. Вот, там порядка 150 человек со всей России. Вот, несмотря на то, что понятно, что идеолог, образователь этой группы я, там все не вращается вокруг меня. Я как раз вот дал толчок, там много народу, много интересных вопросов. Кто-то выставляет то, что они сделали, интересное. Кто-то задает вопросы, как что-то сделать. Кто-то прям заходит и говорит: здрасте, я новичок, вот вчера закончил училище, ничего не знаю, очень хочу знать. И понеслось обсуждение. Вот, то есть там можно так же смело, как и сегодня на занятии, задавать кучу вопросов, абсолютно не стесняясь, никто вас не будет там: ты не знаешь, как это делается, ха-ха-ха-ха. Такого там нет. Все тут же такие: о, слушай, а мы делали так, а вот те фотки, а мы это пилим там кто-то, а мы жжем, а мы курим. Вот, поэтому, в общем, все просто, хорошо. С кучей информации, когда нужна куча ссылок, с кучей ссылок, ссылки на материалы, потому что эти материалы есть в Казани, эти материалы есть в Москве. По уже опыту работы мастер-классов очень часто: ну понятно, у нас все равно таких материалов нету. Я скажу, один большой завод, основной, который их делает, находится в Ижевске. И из Ижевска они едут что в Казань, что в Москву. Выход на Ижевск я дам. Прямо у нас есть выход, мы у них заказывали напрямую, когда в Казани забрали все, что было в Казани. Из Москвы везти далеко, из Ижевска близко. Поэтому как-то мы делали большой Новый год здесь в цирке, и нам надо было много этого материала. Мы позвонили на завод, и нам привезли грузовик этой штуки. А он в белом цвете есть? Он есть вот в таком цвете, при свете я покажу. Ну такая типа слоновая кость, кость с молоком, либо грифель. Да, вот такие маты есть. Сразу поясню, вот это продается в рулонах, это листовой материал. Это продается в матах, размер 1,2 метра. Да, но они клеят их на заводе, это не мы делали. Вот, то есть наборку, вот эту набивку делаем не мы. У них базовая модель идет обычно 5 реже, 4,3 сантиметра. Вот, я привык в миллиметрах это называть, вот, у них обычно это в сантиметрах почему-то. Базовые маты, когда это сшито в маты, это история спортивная. Когда это в рулонах, это история строительная. То есть это утеплитель, это безопасность. В Москве контора так и называется «Татами 5». Они обшивают это стены в спортивных фитнес-клубах и делают маты спортивные, собственно. Мы их так и нашли, когда не знали, куда лезть, такие: о, спортсмены, идите сюда. Они нам все это привозят в Москве. Здесь, прямо с завода, который отправляет это в Москву, где мы в Москве это все покупаем. То есть, как бы чуть подольше путь. Вот, соответственно, это в рулоне, в зависимости от толщины материала, ну, порядка 33-37 погонных метрах. При ширине там 1,45 м, 1,50 м, он такой вот рулон высокенький. Не буду сейчас врать.
потому что так все сложно меняется. Там что-то порядка погонный метр вот этой штуки. Или квадратный? 900 рублей был. Нет, по-моему, 200 с чем-то он стоит. А мат стоит, 4 мы покупали сейчас на мастер-класс, который был в Казани, он стоил 4 с чем-то тысячи, метр на 2. Когда нам нужна была неформатная история, мы заказывали 1,5 на 2. Его обычно надо ждать, поскольку его из этих же рулонов, которые 1,5-метровые, нам специально набирали. И опять, чуть дольше история, они его калибруют, у них торец будет калиброванный, и мат будет размера похожего действительно 1,5 на 2 или метр на 2. Некалиброванный материал, он прям такой вот, как хаотично набрали, вот как у меня в стопочке лежит, то есть его нельзя прям вот заводской край взять. Он будет вот такой хаотичный, мы его калибруем сами. Вот, давайте сейчас по фотографиям пробежимся и дальше пойдем как раз вот калибровка у нас плавно перейдет в обработку. Чем мы его пилим, что мы с ним делаем. Это случайно затесались фотографии красивой маски с перышками. У нее внутри основа изозолона, вот как раз вот этот красивый, не знаю, как гребень, наверное, назвать, да, чтобы вот он был стоячий и легкий. Его сделали из изолона, обшили в данной маске черной тканью, и дальше пошли перышки на термоклей. То есть тут как формировка головного убора условно. Да, несмотря на то, что он с маской. Листаем дальше. Это так отшлифовали вы гладко? Кого? Изолон. Где? Ну вот, На морде? щеки. Нос, щеки – это купленная готовая маска. Абсолютно короткий и простой путь. Понятно. Стоит она недорого и не стоит траты времени. Вот, изолон, там только вот этот гребень под перья. Вот, далее, наша чудесная обезьяна, это тоже электротеатр Станиславский, малая сцена, служанки, спектакль. Нас с вами здесь будут больше интересовать глаза. Обезьяна здесь ради глаз. Понятно, что морда сделана из этой же штуки нашей, из ППЭ, обшита хитрым таким материалом, как он такой, как продается, как ковровое покрытие. Там он такой, как-то, у него нет специального какого-то названия, мы его просто купили реально все для дома. Он идет ковриками, напольным покрытием, там вот такой, как пружинки такие мелкие, он такой какой-то весь кучерявый. Вот, он очень напоминает какую-то непонятную мохнатую морду. И вот мы его использовали. Да, он, ну как, он такой, вот как ноги вытирать, вот коврики есть, чтобы у тебя весь этот песок с ног и грязь вот в эту фактуру уходила. Он пластичный. Ну как, ну он по мягкости вот такой же. Вот, но он нам дал вот эту такую какую-то матовую, полумохнатую поверхность, как будто кожи. Обезьян получился очень классный, он здоровый. То есть вся малая сцена, он прям сидит, так раскинув лапы и конечности, и верхние, и нижние. Вот. Мы сделали форму из ППЭ и изолона, грубо, обтесав ее ножом, набрав сотовый каркас, то есть она не вся вот листами, потому что листы только вот так легкие. Когда их много, они становятся достаточно весомо весящие. Вот, там внутри, грубо говоря, вот крест-накрест, сотовая такая конструкция пустотелая. Вот. Но, опять-таки, повторюсь, обезьянка ради глаз здесь. Потому что каждый раз, когда мы сталкиваемся с какими-то вот ростовыми историями, куклами, вот эти маски, все три, и голубь тоже, это наш чудесный, трогательный спектакль, иммерсивный спектакль, который проходит в цирке Казанском, на который рекомендую всем попасть, из-за того, что у него особенность в том, что он не идет на манеже. Он идет везде, где угодно, в цирке, но не на манеже. Только там, по-моему, финальная, да, сцена, они выходят как артисты уже, им показывают, как вот, что ощущает артист, выходя через форганг, когда открывается занавес, на сцену. Что это такое форганг? Не все поймут. Форганг – это то место с кулисами, откуда выходят артисты. В цирке, как вы все замечали, да, у нас манеж круглый, размер его стандартный всегда и везде. Знаете, почему 13 метров?
Из-за лошади, да. Это пошло испокон веков, давным-давным-давным-давно, потому что это оптимально минимальный диаметр, когда лошади комфортно бежать. Вот. Еще для лошадей существует так называемая писта. Это, если обращали внимание, пол у манежа, он не весь ровный. К барьеру, к бортам манежа, он немножко под углом поднимается. Это опять-таки, когда лошадь бежит, она же наклоняется благодаря центробежной силе, чтобы держать этот радиус. И чтобы не вывихивать копыта, вот этот угол наклона писты, опять-таки под наших чудесных лошадей сделан. Вот. Второй размер манежа, распространенный, когда площадка большая, 21 метр. Других размеров стандартных, в девятке лошадям уже неудобно, шипито, да, но это такое уже, это, совсем, да, без животных, что называется. Вот, про иммерсивный спектакль я начал говорить. И здесь глазки те же самые, также сделаны этим простым способом, потому что как только мы слышим пластик, выпуклый, все, вакуумная формовка, понятно, где ее брать. Понятно, дорогое оборудование, ясно. А где покупать глаза? Непонятно. Я покажу элементарный, примитивный способ изготовления вот этих глаз без вакуумной формовки на коленке с помощью фена. Примитивный способ, который прям каждому доступен. А? Я уж подумала, какие-нибудь совсем такие, ложка какая-то. Совершенно верно. Вот они наши глаза. Вот это обезьяна, а это зебра. Вот она форма. Конечно, конечно. Слон то же самое, а голубь Татьяна, да, маленьким половником делала. Она принесла из дома такой, еще он в дырочку был, но дырочки, слава богу, не отпечатались на глазу. Вот. Роспись идет изнутри пластика. Отсюда появляется вот этот эффект, что глаз влажный, он идеально блестит. Соответственно, пленочки формуем в пленках пластик. Пленка снимается перед установкой уже в модель. И тогда вот он почти не поврежденный. И мы старались как-то сберечь это, чтобы этот блеск сохранился. Потому что пока этот блеск есть, вот на моем экспериментальном образце, который есть по мастер-классам, блеск ушел. И он уже так не смотрится живым таким. А вот у этих фигур пока еще глаза живые. Да. Не, конечно, если они подзатрутся, их можно каждый раз перед представлением чем-то маслянистым, типа, не знаю, вазелина, что у нас еще, этот глицерин, чем-то таким вот мазать, глаз от этого живее станет. Да, но тем не менее. То есть вот листок тоже на большом мастер-классе формуется лист прямо перчатками. Мы его греем, мы выгибаем, делаем с ним что угодно. Там на фотографиях будет огромная вот такая горка с листами прям формата 2 метра на 1,25 м, отформованными прям вручную, то есть с 2 фенами. Все, лист поплыл, ты в перчатках начинаешь его растягивать. То есть без всякой вакуумной формовки, без усложнения, без мастер-моделей, прям наживую тянешь лист, пока он лист, зашибись, все, выключаем фен и пошли курить. Вот наглядный пример, опять-таки. Тут прямо набор ППшки набирался прямо объем, а потом фактически, наверное, скульптурная обработка это можно назвать, потому что это прям скульптурка чистой воды. Вот, приемы обработки, сразу скажу, чтобы потом мы к ним вернемся, верни назад. Вот эти спиралеобразные истории, это либо выжигательный аппарат, либо паяльник. Ножом этого не сделать. Вот, такая на морде, где у него брыльки, нос, да, блестящность и гладкость, это мы обрабатывали как раз волшебным инструментом, про который меня спросили, электронапильник называется. Дальше запекали феном и грунтовали. Про грунты отдельно потом скажу. Вот, Нет, он сам себя хорошо держит, да. И, в принципе, их можно сломать и порвать. Но это прямо, то есть, здесь пластик у нас. Вот в слоне изолон. Слон прямо изолоновые уши. И они феном нагреты, согнуты, у них образовались маленькие ребра жесткости, но, в принципе, это изолон двухслойный, из 2 листов. Как клеить его, тоже отдельно скажу, в обработке, чтобы сейчас по фотографиям пробежаться. Следующее. По этой маске видно, это делался
ваше животное фирмовое сюда. Узнаете его? Ну, кто в Казани? Снежный барс. Ну вы что? Да, это еще недоделанный полуфабрикат. Да, и потом этот барс обшился мехом, стал белым, меховым, красивым. Вот здесь видно, вот как мы его набирали. Вот, то есть потом все это затачивается, зашлифовывается, все это делается более рельефное, более красивое, запекается, грунтуется, красится, и получается вот такая маска, как та. Ну, в данном случае такой прям доскональной обработки не было, поскольку это пошло под мех сразу у барса. Так же, как и здесь. Здесь никто не вытачивал все это, вообще ворбла. Про нее тоже вкратце скажем. И мы буквально на днях изобрели ей аналог дешевый. Угу. Прям даровый. Цены вам нет, но мы даже мы еще не научились им пользоваться. Я вот реально говорю, что я на этот материал вышел как на способ грунтовки этого материала, готовки к покраске. И когда был крайний мастер-класс 20-24 мая здесь, в Казани, ко мне пришли мастер по головным уборам, обрадовавшись, что есть маски, и ей как раз надо было тему подвести красиво под эту историю. А я зашел в гости к ним. Головные уборы делаются, есть такая волшебная вещь, лино, которым они используют. Вот, это у нас что? Либо ХБшный материал, а лучше марля, пропитанная чем? клейстера. Вот, не совсем ПВА, чаще крахмалом, либо клейстером каким-то, да. Ну, можно в историях ПВА. ПВА просто, чем хорош крахмал? Вы эти листы заготовили, и у вас это лино лежит. ПВА ты потом уже водой не разбавишь. ПВА надо сразу делать модель. А тут, да, ты делаешь листы, потом из которых ты вырезаешь нужные выкройки и формуешь нужные формы для головных уборов. И это натолкнуло меня на мысль. У меня есть волшебная грунтовка, но нету марли, либо мешковины. Вот мешковина пришла вчера в голову перед вашим мастер-классом. Я залил, и получилось. Получилась вот такая история. Я про нее расскажу. Не надо, Свет, не надо. Сейчас мы по фотографиям. Вот туда, вот у нас. Фактически ворбла, мы как-то пытались ее узнать. Ворбла очень напоминает опилки в термоклее. Да. Ну вот какие-то, да, опилки чего-то непонятного. Тоже в кадр пошел. Вот. А на грунтовку... А опилки в студию. Это пойдет, я еще по рукам это пущу, все посмотрите, к столу подойдете, посмотрите. И я честно сознаюсь, с учетом, что мы это вот на днях придумали, я еще не научился с этим грамотно работать. Есть один момент, что там нет как бы армированности, да, вот такой, который будет создавать здесь Мешковина. Я имею в виду то, про что мы про родную говорим. Про ворблу. Но ворбла же у нас есть настоящая ворбла, а есть не очень настоящая ворбла, китайская, которая называется как? Bubble Star. Она называется. Bubble Star. Он очень хрупкий, он в разы дешевле, он пластичный, меньше температура плавления у него. То есть он вроде сначала, ой, какой он хорошенький, как все китайское. Ой, какие машинки блестящие. Ой! Че? 5 раз дешевле. Вот, видите, в 5 раз хуже, наверное. Ну, в общем, пошли дальше. Уходя, гасите всех. Чудесная наша ткань. Обработка температурой, феном. Покажу образцы. Может быть, даже если хватит времени, я взял пару кусочков ткани, может быть, кто-то успеет поплавить ее, почувствовать, как она хитро вдруг так быстро кукожится. Вот, листаем дальше. Вот она, горка. Она прямо размера детской горки. Она вот такой высоты, вот эти листья были отформованы вручную. Фигачили это дело 2 человека с 2 фенами в обоих руках. То есть с 4 фенов, с 4 рук мы это делали. Значит, смотрите как. История, чтобы он выдерживал взрослого человека, номер был сделан под ребенка. Это «Газпром», ежегодный фестиваль танцев и каких-то там детских талантов.
Вот. Это уже было некоторое количество лет назад. Это не в том году и не 5 лет назад. То есть это история моя. Хотя нет, 5-6, наверное, лет назад. Это я уже в электротеатре работаю. Ну так и вот. Собственно, эти листья, чтобы их смочь отформовать, они, к сожалению, пластик 2-миллиметровый. Толще мы его уже не протянем перчатками. Либо 2, либо даже 1,7. Какой-то я вот прям на ощупь его потрогал и понял, что вот еще немножко толще на какие-то доли, и мы его не отформуем. Вот. Но чтобы он держал взрослого человека, потому что у меня отец военный инженер, конструктор, испытатель, у него все с заложенной степенью надежности 700%. 500 минимум. Так уже их воспитывали в Советском Союзе. Да? Вот, соответственно, там подложка из трешки ПВХ. То есть они нам дали бутерброд в итоге 6 миллиметров, который выдерживал взрослого парня. Вот. Было больше времени, я бы вас засыпал фотками этой чудесной горки, но сейчас только вот несколько фотографий, чтобы вы просто увидели, что это есть. Она действительно вот такая влажная, тоже смотрится красиво, вот как я показал листок, из-за того, что мы ее красили опять-таки изнутри. Соответственно, сначала мы отформовали по горке листву из ПВХ, потом поверх ПВХ дублировали это все уже нашим ПЭТом. Это пластик ПЭТ-А, самый экономичный в этой истории. В ПЭТах маркировка идет А, Б, С, Д. То есть чем дальше буква, тем проще он формуется, и более сложное изделие из него можно формануть. Но это все уже к вакуумной формовке. Нам для вот примитивной достаточно ПЭТа-А, соответственно, степень расширения не самая большая, но мы большую толщину и не берем, потому что мы все равно вручную не отформуем. Соответственно, Б, С, Д нам не нужны. Вот то, что мы делаем глаза, то, что мы делаем. Единственное, в ПТА нам надо помнить, что чем глубже мы хотим формануть, вот у обезьяны глаз формовался вот такой же поварешкой, только она была более правильной формы, она была четко радиусная. Обычно это такие общепитовские ресторанные поварешки, которые из нержавейки. То есть это вот домашняя бытовая, а обычно, вот если вы замечали, вот в каких-то серьезных заведениях, там они все почти идеально полукруглые, прям сферы, потому что они у них идут по порциям четко. То есть там маленькая поварешка там столько-то, большая столько-то, гигантская это уже там столько-то. Да вот, с учетом, что я не повар, я этого не очень знаю, мне важно, вот мне такую дайте. Как есть старая детская загадка, что вот это такое? Не то, о чем вы сейчас подумали. Уже успели. Ну? Ответ такой же детский, половинка вот этого. Это про наши глазки. То есть поварешка в идеале, конечно, должна быть полукруглой, поскольку глаз – это яблоко. Да? Ну вот. Поэтому, хотя сплющенный, вот такой вот он тоже смотрится достаточно красиво. Поэтому тут уже на что наша выдумка, что у нас под руками есть, то и делаем. Дальше. ПЭТы пробежали. Это третье мое изделие, которое я сделал из этого материала. Нет, это не оно лежит, это время работы в цирке братьев Запашных, большой государственный московский цирк на проспекте Вернадского, команда КВН, которую вы могли видеть в играх КВН. Там у нас был типа такой ниндзя, который рубил дрова руками. Соответственно, отсюда и задача. Давайте-ка сделаем дрова, которые можно порубать. Вот, конечно, я побежал их делать из поролона. Тут основа из поролона, потому что тогда еще про вот такие маты я не знал. Потому что сейчас, конечно, вот бревнышко я бы сделал целиком и полностью. Это вот на каком-то мастер-классе мы делали, и оно сохранилось. Не самая лучшая история, но тем не менее. Вот. А кора – это уже изолон. И вот на этой, как я сказал, третьей работе я уже смело его драл, жарил, скрябал, царапал, вырывал плоскогубцами, об этом мы дальше будем говорить, то есть в способах обработки материала. Предыдущие работы две, это был голова Буратино, такое типа бревно, который человек, тоже КВНщик, одевал на голову с носом и прорезанной физиономией овальчиком. И второе было скворечник.
У нас там, если кто-то видел команду КВН Большого Московского цирка, там есть две сестры-близняшки, такие очень-очень высокие. То есть остальные мужики в команде были по сравнению с ними карликами, потому что у них и так рост там либо под 2, либо 2 с небольшим. Им еще сделали обувь на такой платформе. И девицы прям, они такие еще худющие. То есть они прям реально выходили, так на всех смотрели сверху. Вот. Скворечник был одной из этих девочек. То есть там тоже какая-то миниатюра смешная. Вот это первые 2 работы, это 3-я. Пошли дальше. Опять обработка ткани, но только поближе. Мы видим эту чудесную фактуру. И вот здесь видно еще хорошо, как дерево у нас горело, типа. Мы имитировали горелое дерево. В принципе, оно сделано ровно так же. На клей, где-то на момент, где-то на Супер 88, то есть все, чем мы, собственно, клеим все время, все наше. Где-то термоклей, где-то скобочки, когда оно отлетает, а надо, чтобы оно запекалось. То есть прям не стесняемся, степлером это все делаем, там их никто никогда не увидит. Первый слой сделали имитацию сгоревшей истории, покрыли заново тканью, заново ее зажарили, пока не поняли, что эффект достигнут. То есть вот эта обгорелая история, это понятно, что мы не краску жгли, это мы жгли ткань, запекали. Вот, она дает вот такой эффект со сцены, как будто отшелушилась краска, действительно обгорелая, потрескалась, полопалась. При ближайшем рассмотрении понятно, что что-то тут не то, но вот в общей картинке восприятия декорации прям все сгорело. Вот как и вы посмотрели, реально горело. И она реально горелая. Если вот ты не приближаешься и не начинаешь, как мы вот все любим, а что это было такое? А как это они делали? Вот он, миллиард этих книг. Их было сделано реально бесчисленное множество. Их прямо наваливают, вот вся сцена завалена, горела. Это сгоревшая библиотека вроде как. Вот горелая мебель, еще стул у нас такой был, там их было несколько. Горелые люстры, у них костюмы подписаны тоже. То есть он весь такой черно-красно-белый. То есть там активный такой грим белый на лицах. Не, он такой прям выбеленные лица почти у всех. Вот видно хорошо. Можешь приблизить вот фотку, где актеры сидят? Посмотрите. А вы строились в коробах или в мешках до следующего представления? Оно все собирается в мешки, просеивается, потому что там в какой-то момент еще лепестки роз падают из потолка черные. И вот потом отделять... Нет. Реквизиторы. Спасибо вам, говорите. Да, не нам. История-то не совсем наша. Есть режиссер. Как говорится, мы исполнили и передали в заботливые руки. Но вот, конечно, от пепла отъединить лепестки роз, это, конечно, вот они сидят в коробках, вот это... Ты проходишь мимо, что-нибудь красить, они такие... Ты говоришь, что, уже кипите? Да! Но продолжают. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Вот, собственно, вот она вся засыпана. Но там, если мне память не изменяет, вот где есть красный свет в этой красной сцене, еще присутствуют красные лепестки роз. Конечно. И когда сыпется это поэтапно, то разбирается это все по очереди туда-сюда и обратно. Поехали дальше. Что? Все. Все? Замечательно. Ура! Переходим. Так, давайте сейчас, может, у кого-то есть вопрос. Да, мы сейчас, да. Уважаемые участники, давайте мы вопросы задаем. А у нас Онлайн-участники есть вопросы? Да, ты их тогда озвучивай. Давайте. Вы не договорили фразу. Если более покатая форма, то сложнее Как избежать вытягивания и складок? вот складок по краю. У ПП Да. или Как у вы делаете? ПЭТа? Да. А вот мы когда перейдем к этому, давайте, Коль, задали вопрос. В общем-то, чтобы, мы же все понимаем, чтобы отпрессовать форму, нам нужна матрица и пресс. То есть в качестве матрицы мы используем, понятно, что мы не будем это в гипс отливать. Как я говорил, я вам покажу простой и очень быстрый способ. Нам нужен лист фанеры, лобзик и размер того, чего мы давим. И все. Выпилили желаемую форму глаза. Я специально сделал их две. То
То есть вот у обезьяны у нас просто был круг, то есть там глаз просто яблоко, и вот форма глазницы, ну, не человеческая, не как там вот где-то мы делали. И просто условно, я даже из опыта даже подложку не мерил, просто угадал. Да? Дальше, смотрите, история какая. Если глаз нужен прямо вот условно наш объем, и он резко начался, вот как у обезьяны, то есть прямо условно шкура, мех, и из нее сразу начинается объемная полусфера. Да? В нашем случае, вот как здесь я сделал, вот видите, у нас есть разница размера, вот так чистой стороной покажу. Вот этот отступ, он нам даст так называемый сход от радиуса пресса, скажем так, вот к этой основе. То есть, если мы делаем прямо по нему, то вот он будет как поварешка ПЭТ. А когда мы делаем, вот чем больше вот эту историю, и в зрачках, в глазах вот таких, у нас, соответственно, есть эпицентр, высокая часть, и есть сход по прямой. Пластик же тянется. Вот. А чтобы он не собирался в морщины, мы его крепим степлером, прям пристреливаем с шагом в скобку. То есть чаще не надо, потому что это отколупывать потом. Да, и, соответственно, когда давим не резко. Когда перейдем к практике, покажу, там очень хитрый есть момент, как пластик нам говорит, что давай жги. Мы его греем, и, казалось бы, да, он же становится мягким и должен провалиться. И это, конечно, нам команда, что давай дави. Но сначала он встает, наоборот, вверх. Он сначала выпрямляется немножко таким, как бы надувается пузырем, идет складками, и как делает такой, как вдох такой, а потом вот у него такой, фух, туда. И мы убираем фен, и понеслось давление. Продавили и ждем, пока пластик не задубеет. То есть не ослабляем поварешку. Если отпустить сразу, выдавленная форма не вся испортится, но пойдет морщинами. Пока мы ее держим под давлением, вот под которым выдавили, под тем и держим. Прям рукой в перчатке. Поварешка не такая будет горячая, чтобы обжигаться. То есть обычные ХБшные перчатки, строительные, обычно достаточно. Если боитесь температур, можно надеть 2 перчатки. Или взять сварочную рукавицу или перчатку кожаную, которая такая из грубой кожи. Вот, все, дождались, пока история затвердела, достали поварешку. Если вдруг оказалось, что глубины мало, глубину регулируем 2 способами. Первый, смотрим поварешка относительно вот этой границы, да, то есть на глаз. Второй способ, можно просто, когда мы на уступки ставим вот эту часть, маску, да, то есть сделать так, чтобы, ну, условно, почти до стола мы ее прогнули, это та глубина, которая нам нужна. Но надо помнить, если на поварешке будет хоть какая-то крупинка, она отпечатается на глазу прям как прыщик. Если мы упремся этим историей в стол, будет вот этот пятачок, он никуда не уйдет. Если на столе будет какая-то мусоринка, она оказывается на глазу как рытвинка. То есть все постороннее на глазу отпечатается. Идеально чистая. Вот это максимально ровная, выпиленная в фанере граница. Я сильно не старался здесь это сделать прям идеально ровным. Форма была произвольная, главное, чтобы вам показать, а дальше вы уже кто во что гораздо, поскольку у нас нет конкретной задачи, что мы делаем. Да, поэтому условно форма такая, произвольная, вроде глаз и глаз. Да, он может быть таким. Соответственно, один в одну сторону, да, второй в обратную сторону. Будьте здоровы. Вот. Причем не надо второй пилить. То есть он этот же, чтобы они были одинаковыми. Вот. Бывает форма глаза такая, что он симметричный, то есть все формуем в одну сторону. Ну, типа как вот этот. Он, ну, круг и круг. Вот. Причем здесь я тоже сильно не старался, он не совсем такой кривой круг, но в случае обезьяны там никто этого бы не увидел. Вот. Поскольку, опять-таки, это можно сделать сверлением, если есть коронки, но будет идеальный круг. Но я думаю, что в глазу, где есть там мех, реснички, еще что-то, не совсем идеальная форма. Ну, то есть это не тот момент, на чем стоит заострить внимание и тратить время. То есть если есть станок сверлильный и наборная коронка, ну, поставили нужный радиус, конечно, просверлили это быстрее, чем лобзиком.
Вот такие коронки фанеру сверлят плохо. Про них поговорю, когда вот сейчас про ППЭ будем говорить. Вот, в принципе, соответственно, мы берем ПЭТ, пристреливаем его по периметру, мы это сделаем. Я для этого, собственно, все приготовил. ПЭТ нет, это же не оргстекло. И не акриловое стекло. Он вязкий, он, опять-таки, он на основе полиэтилена. Отсюда мы его и можем формовать, он тянется. И в состоянии, когда мы его отформовали, он тоже, в принципе, эластичный, он не лопается. То есть я сильно не буду показывать, потому что краска отслоится, это уже старая история. Вот. В случае с глазом потом еще расскажу, как вот так тонко можно сделать вены в глазу. Тоже пытались сначала как-то тонко их рисовать. А потом чем-то укрепляется, чтобы Нет. не было подвижности? Ну, краска чем-то скрепляется? В принципе, вот здесь нет, но вот она со временем из-за прогибов отшелушивается. Ее можно промазать тем же ПВА, и он ее здорово схватит. Либо любым каким-то грунтом, акриловым, который эластичный. Вот история с обработкой ППЭ, в принципе, правила работают везде. Если у нас эластичная история нашего изделия, грунт и краска должны быть эластичными. Потому что быстрое отслоение, почему происходит? Потому что разные коэффициенты эластичности. Понятно, что мы в основном очень много красим обычными аэрозольными баллонами. Во-первых, это номерной цвет, очень удобно. Если объемы небольшие и потом нужна реставрация, номерной баллон удобен тем, что он всегда остается таким. И через год, и через 5 ты идешь в тот же магазин, берешь тот же номер цвета баллона, и у тебя все отлично. Вот. Либо акрилы в банках, строительные акрилы. Также вот эти вот, раньше это было вододисперсионные, эмульсионные, всякие краски. Сейчас вот пришел акрил всему на смену. Да, есть акрил вот этот едкий, вонючий, а есть акрил на водной основе. Мы в основном вот их и используем. Они, в принципе, достаточно эластичные. Особенно для вот внешних работ, какие там супермоющиеся, суперукрывистые. Вот. Еще ученики мои испытывали резиновую краску для фундаментов домов. Ну вот, резиновая такая, да. Которая обычно, вот цокольные этажи, такой, который вот низ первого этажа, часто в строящихся домах или дома, которые в реставрацию уходят, они прям вот ремонтируют туда, наваливая ее прям такими соплями. Я тоже подошел, говорю, а что это вот это такое, дайте-ка мне банку сфоткать. Это тоже прям резиновая краска, она так и называется. Да? Вот, да. На днях вот я еще узнал, что есть резиновая краска, которая, как выяснилось, называется антигравий. Антигравий. В автомобильных магазинах в аэрозоле она продается. Она действительно тоже эластичная, поскольку это такое резиново-битумное покрытие, а битум, как известно, у нас эластичный. Вот, она есть, если раньше она была только черная, сейчас она есть черная, серая и даже белая. А? Даже колирует. Вот. Вот даже так. Я ей не пользовался. То есть мы пока по стандартной истории не всегда... поверх ее. Вот. С этим вот грунтом, который я вам сейчас расскажу, и как его готовить, и где я его взял, откуда я его подсмотрел, я его не сам придумал. Понятное дело. То есть все давно придумано. Важно узнать, кто и зачем это придумал, и случайно так подумать и сказать, ведь это то, что я эти 10 лет искал. Потому что, давайте плавно на нее перейдем. Эта история, я ее взял из ювелирки. Волей судеб подставил меня один знакомый тем, что я брал заказ, брал, планировали, что он будет делать, он не смог это исполнить, и мне пришлось отливать монеты самому. Задача была отлить старинные монеты, которые выкапывают из земли для квеста. Вот. Достоинство монет должно быть определенное, в этом подвох. И размер монет определенный, то есть они больше похожи на медали. Вот. То есть большого размера, там 60 миллиметров. Соответственно, обычную монету, реплику не купить и не использовать фрезеровочкой, там, сделав достоинство, потому что монеты должны были быть 3, 7 и 4.
То есть трешки есть, ни семерок, ни четверок не существует в природе, поэтому пришлось их придумывать. Вот. Ну, соответственно, с учетом, что пока мы договаривались, пока мой мастер думал, как он это будет делать, из чего он будет отливать монеты, я уговорил заказчика, что они будут пластиковые с имитацией металла. Но в итоге так получилось, что монеты пришлось делать мне. Соответственно, с учетом, что я с пластиками литьевыми не работаю вообще, а как отлить металл, я чисто по-мужски как-то понимал. Я полез в интернет, начал искать. То есть, в принципе, вот это покрытие – это то, из чего делаются модели, ручные модели в ювелирных изделиях. Вот, так называемая восковка, вощение и все, вот, что с этим связано. В основе этого воска уже парафин современный, потому что воск – дорогое изделие. Этот состав продается готовым, но интернет нам в помощь, и его можно сварить самим. Варим мы его из двух частей в одинаковом весе, не объеме, весе. Но, как опять-таки человек-бутафор, а не ювелир, мне было важно не тупо вот на весы положить столько-то граммов термоклея, нашего любимого термоклея, и столько-то грамм парафина, купленного в обычном магазине, в обычных свечах. Со свечами мы еще можем сразу получить цвет покрытия. Вот. Но надо обратить внимание на то, нам однажды нужен был цвет слоновой кости, я купил в Леруа свечки слоновой кости, и когда я их резал, чтобы в миску плавить, оказалось, что свечка-то внутри белая, просто сверху облита цветным парафинчиком, и тоже народ сэкономил на их производстве. Вот, и мне пришлось подкрашивать. Подкрашиваются они тоже элементарно, либо пищевыми красителями, всяческими, которые только существуют, или не пищевыми. Вот, несмотря на то, что в моей голове вроде не укладывалось, что, ну, как бы краситель-то он на водной основе на какой-то, и я его вроде в какой-то горячий состав лью. В принципе, он не сразу размешивается, но размешивается. И наша смесь обретает цвет, нужный нам. Но если говорить вообще о том, чтобы кто-то за тебя что-то химически уже покрасил, а ты купил уже готовую вот этот стерженек с краской и всобачил в нашу эту штуку, это масляная пастель. Она же восковая. Мы покупаем эти восковые мелки, тонну, и нужных цвет просто кидаем в миску с этой историей, и она нам все окрашивает. Вот, восковые мелки самые лучшие красители, потому что он прям родной, то есть он нам никак не портит состав этой истории. Если там какой-то краситель, может быть, если мы его нальем много, он нам подпортит качество вот этой штуки, вот, то мелки не испортят ее нисколько, поскольку они примерно из того же и сделаны, только тоже в нужном соотношении, и грамотными химиками, технологами все это придумано. Вот. Дальше, когда я вам сказал про вес и сравнил нас, что мы же бутафоры, нам надо все на зуб, а не как у них на весах. Вот, весы весами. Я купил весы, все сделал, но то ли что-то я не так вешал. Но, в общем, меня не устроило качество смеси. Качество смеси, в принципе, надо вот себе подловить на глаз. Может быть, парафин разный. Может быть, наш термоклей тоже разный. Вот. В тех роликах, которые я смотрел, это не учитывалось. Просто сказали, столько-то веса этого, столько же веса этого. И у вас, о чудо, случилось, победа есть. Да, в кармане. Нифига подобного. Что нам дает термоклей? Он нам дает воску, эластичность. Парафин же он сыпется. Ну, воск, парафин. Вот. А парафин термоклею дает то, что его можно легко обрабатывать ножом. То есть у нас вот эта штука отлитая очень удачно режется. В ней не вязнет нож, как в термоклее, потому что термоклеевую вот эту колбаску отрезать ножом надо постараться. То есть он в ней вязнет, она липнет к нему, несмотря на то, что температуры вроде как нету, потому что это вязкий материал. И вот когда мы их подруживаем друг с другом, они дают очень хороший эффект. Вот, потрогайте, он в принципе не сколупывается даже нос. Температуры, да. Вот в том-то это меня и навело дальше на мысль, что мы берем вот такой вот лист, берем морду манекена и феном все это туда вдавливаем. Единственное, надо опять-таки понять, как мы готовим вот это наше так называемое линону, которое не лино на самом деле. Вот.
История такая, что его эластичность здорово зависит от того, что в его основу, как армирование, мы засунем. Это прям мешковина. Там не мешковина, там подкладочная синтетика, ткань. Вот, мешковина более подвижная, хорошая. Марля будет тоже хорошая, подвижная. При этом мы, вот смотрите, попробовали вот это в один слой мешковины, а это в 2 слоя. Мордашка попробована, сделана из 1 слоя. Вот, это просто в мешковину... Нет, стоп. Это, наверное... На полиэтилен я ее лил. Нет, вот это жирно налит воск, вот двойная. Вот двойная, да. Да, вот. Там даже видно, на просвет почувствую. Да, вот, соответственно, наша задача найти ту ткань, которая будет хорошо впитывать и легко тянуться. Из опыта общения с людьми, кто занимается отливкой смолы, тоже не наша вроде история. Как вы подогреваете? Сейчас, подождите. Расскажу. Вот она плиточка, специально, чтобы наглядно было. И вот она мисочка. До того, как я это экспериментировал, у меня не было мисочки, это была старая любимая кружка. Вы еще не успели ничего сделать, да? Сейчас расскажу. Вот с этой штукой еще нет. Но вот как я дошел до этого покрытия, что оно отлично ложится на изолон, есть история, вот она бигуди. Режиссер сказал, только я не хочу вот эту вашу мягкую фигню, я хочу, чтобы она была пластмассовая. И мы такие, ах ты, будет тебе пластмассовая. И вот она случилась. Но она же пластмассовая. Из зала в руках балета, который с ней пляшет, красивые мальчики и красивые девчонки, бигуди смотрелись отлично. Это новогоднее шоу Большого государственного цирка Казань. Правильно. Ну что, не точить же их тоже и тратить на это время. Вот. Ну, в общем, тот же режиссер, который сказал, ну не надо мне только вот это мягкое, она нужна пластмассовая. Она взяла эти штуки в руки, вот так обняла и сказала, это гениально. Ей действительно это очень понравилось. И мне было приятно, что это так. И, в общем, собственно, вот он пробник. Она, если ее не порезать и не порвать, вполне себе эластичная. И сейчас еще скажу. В плане покраски я попробовал, конечно, как все нормальные люди, несмотря на то, что краска, как мы все знаем, не держится на изолоне, и особенно вот на таком гладком, мы все равно же, я же естествоиспытатель, как все мы. Я сначала его покрасил, а потом нанес воск. Думаю, что воск все-таки вжарится туда. Фиг там, он прям как наклейка снялся до идеально чистого материала. То есть вот если нам нужно куда-то нанести воск, чтобы его потом идеально снять, надо на изолон нанести краску, потом вот вместо, вот как здесь я сделал этот стрейч упаковочный, надо просто нанести краску поверх ППХи, и потом у нас вот это все идеально снимется. Прям вот, как прям вот идеально. И даст еще хорошую, красивую, идеально ровную поверхность. Ну, то есть она повторит ППХу. Нужна шероховатая, мы возьмем вот эту, и нужна меньше шероховатую вот эту, нужна гладкая, мы возьмем вот эту. И получим победу. Вот. А потом я сделал следующее, потому что вот он, если потрогать, тут отпечатываются немножко как бы руки. А при покраске поверх уже нет. И вот это обычный аэрозольный акрил. И он как-то, ну, удивительно, но ложась вот на этот состав, держится очень хорошо. Бигуди отработали большую программу новогоднюю. И они, ну, понятно, они подшарпались немножко. Ну, то есть мы все реставрируем рано или поздно. Но зато это легкое, это ударопрочное, в принципе, и достаточно износа терпеливое. Вот бигуди, это была первая работа с использованием вот этой хитрющей истории. Что сделать? Стеклоткань, она же дубовая. Она так не будет ложиться. Она очень плохо формуется. Она только простые формы
нормально огибает, либо с надрезанием. Но если нет, это тогда уже не стеклоткань, это уже стеклопаутина или стекломат, стекломаска, по-разному. Но я вот начал говорить, и мы тут же ушли вот в эту историю, говорить про тех, кто льет фигуры со стекловолокном связанные. Так вот, когда им надо удешевить модель, когда либо заказчик не платит, либо они хотят немножко жульничать, используются две вещи из бытовой жизни. Самый дешевый способ – это бумажные полотенца кухонные, не салфетки. Именно полотенца, потому что чем отличается полотенце от салфеток, вы знаете? Нет, перфорированность, хорошая впитываемость, и салфетки есть такие. Но если кто не знает, кухонные полотенца, вот эти одноразовые, которые мы протерли и выбросили, на самом деле его можно отжать и использовать повторно, несмотря на то, что оно бумажное. Оно не такое-то одноразовое, оно очень с плотной основой, несмотря на то, что оно бумажное. Оно отжимается, ты его можешь развернуть, оно высохнет, если хочешь сушить, либо ты его отжала и используешь дальше. Протерла еще, оно достаточно чистое, отжала влагу снова, и дальше работаешь им. И вот оно все обтрепалось, бумажка, ты ее выкинула. Соответственно, благодаря его хорошей впитываемости, возможно, оно пойдет вот здесь хорошо. И в моментах, вот где нос, глубокие какие-то моменты, оно просто будет рваться. И мы потом эти моменты дополнительно, нанося уже на нужные моменты, либо заплатки, либо кистью добавляя еще вот этого материала. Потому что я вот его вытянул, и здесь вот есть брак, я специально это не убирал. Вот здесь вот он растянулся, вот здесь вышла ткань. Это дальше можно опять обмазать хоть 100 раз кистью, расплавленным нашим вот этим чудесным воском. Ну да. И делай сколько угодно это. И второй материал, который прочнее. Это, как они правильно называются, тоже полотенца, но они синтетические такие, которые как вот из какой-то химозы такой сделаны, нетканные, да. Вот они тоже впитывают хорошо, и стекловолокнисты их тоже используют вместо стекловолокна. И это экономит тоже деньги. Вот те две штуки надо попробовать. Из-за того, что, как я честно сознался, это придумано только только придумано, надо попробовать работать с этим дальше. Я вам даю полный карт-бланш, порепетируйте, все материалы я вам озвучил. Вот, с чем получится работать дальше, в чате обсудим. Вот, потому что я думаю, что большинство захочет добавиться. Соответственно, и я буду экспериментировать, поскольку я наконец-то нашел то, чего мне понравилось. Да? Сколько у нас времени, кстати, до перерыва? До перерыва? Да. 25 минут. Ну, условно полчаса, да. Ну, давайте тогда так. Нам надо сейчас выбрать тех, у кого есть какой-то опыт работы с термофенами и ножами. Давайте, 3 человека. Кто еще? Ну, давайте. Хватит времени, мы вас подменим. Да, вот с этой стороны стола вставайте. И, да, и мы... Да, камеру не перекрываем. И мы плавно переходим от всех наших вот этих секретов, тонкостей и историй интересных к тому, что же мы с этим делом делаем дальше. Итак, способы раскроя этого материала. Самый простой способ, который сразу всем приходит в голову, какой? Этот нож, Макетный нож. Мы тоже с этой истории начали. но я работаю этим, как сказать. Да, это называется не тупица. Тупой нож – это прям валенок, он садится. У резчиков это называется севшее лезвие. Он садится. Им можно точить карандаши, резать деревяшки, пластики, все что угодно, все что жесткое. Но все мягкие, вязкие материалы он начинает мять. То есть он не просто, он его даже не рвет, он его просто мнет и не режет. С этой проблемой долго не знали, что делать, а потом вспомнили про нашу кухню, бытовую жизнь. Это тот самый набор инструмента из списка, который я давал. Набор поварских столовых ножей. Большой поварской нож. Из-за своей ширины лезвия он позволяет держать хорошо при раскрое кромку.
То есть он так не заваливается сильно, потому что он широкий. Стандартный поварской нож. Он больше подходит, когда нам надо уже что-то фигурно делать. Малый нож в любовь девочек на кухне. Потому что вот эти ножи, как правило, девчонки почему-то не любят, потому что слишком большие. У меня на кухне самый любимый нож вот этот дома. Он не такой дешевый, он немецкий, он кайфовый. Всем запрещено его трогать, кто в доме появляется. Я его мою сам. В мастерской тоже все знают. К моим ножам кто притронулся, хана. А если уронить на пол мой нож, убью сразу. Падавший нож, как капризная девочка, на тебя обижается и перестает слушаться. Как не смешно бы это выглядело. Инструмент надо держать в чистоте, исправности и заточенный, в полной боевой готовности. Вот рабочий инструмент из мастерских. Меня это раздражает. Работать таким инструментом. Это не мой личный инструмент из дома. Этому инструменту меньше полугода. Если я привезу инструмент, который у меня дома находится 15 лет, он будет как из магазина. Это вот просто подход к работе. Вот этот фен домашний, ему вот как раз лет 15. В 2 мастер-классах он побывал, и вот на крайнем мастер-классе его умудрились расплавить. Я не знаю, как это можно было сделать. Ну, то есть тут нету жара. И второго фена у нас не было. Нет, он был единственный. Я его поэтому и поставил на стол, из своих рук выпустил, потому что он был один. Там, скорее всего, У нас студенты имеют таланты. Да, безумные таланты имеют студенты. Нет, круче студентов только униформа в цирке и манты в театре. Это люди, имеющие черные пояса по уничтожению хорошей бутафории. Вот. Это к тому, что инструмент, надо, конечно, за ним следить. Да, сейчас перейдем. И третий ножичек. Вот то, что купили правильно. Единственный, не единственный нож, который купили правильно. Еще правильно купили организаторы вот этот ножик. Маленький, который у вас на столе. Вот этот нож куплен неправильно. Объясню почему. То есть он первое время будет резать, пока он не сядет, заточится, сядет, заточится, сядет, заточится. Нацать раз, потом перестанет точиться. Потому что он потребует механической заточки. То есть не легкой доводки, которой мы все время пользуемся. То есть мы поработали 3-5 минут, чувствуем мнет. Взяли самую простую бытовую заточку, подороже, подешевле, любую. Пару раз царапнули лезвие, и когда нож из хорошей стали, когда угол заточки правильный, я называю эти ножи конусовидные. То есть у них нету вот этой самой фаски. Видите, как здесь? Здесь лезвие – это прямой брусок, у которого в конце снята фаска. Правильный нож, который я называю, удобный для нашей работы, удобный в быстрой заточке, правки это даже правильно назвать, мы его правим, мы его не точим. Точатся вот эти ножи, эти правятся. То есть мы пару раз царапнули его, нас интересует в этих заточках не вот эти валики, которые камень, там какой-то лазерная крошка, абразивная или что-то еще. Нас интересует, она есть во всех заточках, типа она считается группая заточка, это 2 металлические пластины какого-то суперсплава, который в разы плотнее ножевой стали. И также здесь ножницы точить, 1 пластина и 2 пластина, опять V-образная кромка под заточку ножа. Они нам позволяют как бы сцарапать фаски с ножа. Вот. А вот эти вот камушки, которые дополнительные, они предназначены для доводки лезвия. Но эта доводка лезвия нужна в бытовой жизни. А в нашей работе с мягким, вязким материалом, как раз когда мы грубо его подточили, и у него осталась микропилка, которую снимает как раз доводка, нам ее снимать не нужно. Вот эта вот микрозаусенец, эта микропилка, которая глазом незаметная, она на ощупь только ощущается рукой, она позволяет очень классно резать ППХу. То есть благодаря вот этой вот, то, что мы сцарапываем кромку, и она дает вот эту маленькую шагрень,
нож прям режет, прям элементарно. И сейчас мы проверим и то, что купили ножи, проверим тупой нож. Чтобы ты сравнил. Я так и подумал, я знал. Но пока он новый, он будет острый и будет хорошо резать. Вот. И далее мы, соответственно, как только нож затупится, мы его подведем, и вы сразу поймете. То есть я обычно проверяю заточку ножа, взяв его двумя пальцами, без нагрузки, он должен вгрызаться в материал. Вот это вгрызается плохо, но вгрызается. То есть я на него не давлю совсем, он своим весом идет. Вот этот нож я подводил перед работой. Вот он, видите, вгрызается сразу. Он чуть получше. Но эти ножи у меня уже очень старые, они убитые. Им уже нужна по-нормальному механическое как бы обновление кромки, и они заново подводиться будут хорошо. Они уже подводятся отвратительно. И заточки у меня старые. То есть заточки тоже надо обновлять, чтобы камушки, потому что если под увеличением на нее посмотреть, у нее вот как раз в месте вот этого пересечения, там уже тоже все сточилось, она тоже мягкая. Обычно новую заточку ты прям лезвие только поставил, она скрежет так противно, как по стеклу пенопластом. Вот. Это значит, нож прям сразу фаска снимается, на столе у вас сразу такая, как спиралька снятая, кромка металла, стружка, да, прям все, и нож после этого режет прям идеально. Вот. Соответственно, дальше, как понять еще бытовым, простым, примитивным способом качество стали? Вот смотрите, этот нож. И вот этот нож. Чувствуете? А как только хороший каленый, по нему прям дзынь, он звенит и звенит, и звенит, и звенит, и звенит, и звенит. То есть вот этот вот ножичек чуть получше. Многие, конечно, говорят, что из-за того, что тут ручка цельная, лезвие звенит. Вот видите, он поет. Вот он будет служить нормально. У него понятно, что это фиговая сталь, он дешевый, недорогой. Понятно, что вот этот нож я тоже какой-то в пятерочке на распродаже купил, там за 600 рублей он стоил там 1500. Понятно, что хороший нож можно купить за 9-15 тысяч. Он будет резать отлично, подводить его так часто будет не нужно. Но мы же понимаем, что тут приходит Михалыч заточить карандаш твоим ножом, и ты готов просто сразу его засверлить. Ну, просто потому, что он не... Просто есть люди, которые не понимают, что у тебя может быть нож, который стоит, ну, не знаю, пол его зарплаты. Им, конечно, чудо работать этим ножом. Я их не покупаю принципиально, потому что понимаю, что в цеху помимо меня найдется человек, который скажет: слушай, я вот это порежу фанерку, чуть-чуть срежу заусенец. И ты просто смотришь и говоришь: чувак, ты зачем взял мой нож? Возьми макетник. Ну, то есть, вот поэтому на производстве супердорогих нет. То есть, вот он уже ушел в небытие, ты его отправил на дачу и купил себе новый, потому что он стоит недорого, ты его лучше, ну, чаще будешь обновлять, чем вот трястись над дорогим ножом. Есть, правда, когда везет с дешевым ножом, у нас есть такой один нож на производстве, у него заточка уже вот он в этом месте, где у него рабочая кромка, он вот от носика он уже идет по прямой где-то вот до сюда. То есть настолько вот нос, потому что это самая рабочая вот эта часть ножа. Потому что очень часто ты как начинаешь резать, то есть она садится чаще всего. То есть как бы ближе к основанию, к ручке, он тупится меньше. И, соответственно, вот здесь он прям вот, ну то есть на него смотришь, и вот он прям вот так по прямой уже сточился. И это именно заточкой. Он такой пум. Вот. В этом случае можно даже вот эту часть тоже снять, он становится удобным. Еще можно, когда мы работаем с какими-то масками, большими объемами, использовать нож, он не совсем для ППЭ, он идет по своей этикетке и названию для мягких утеплителей. Но имеется в виду пенополистирол и вата. Это вот такой нож. Это строительный магазин. Они бывают еще длиннее. В принципе, он плох только тем, что он не точится. Он, если все, сел, можно попытаться снять не фасочку, а просто плоскость подточить. Но этого хватит ненадолго. Мы однажды умудрились вот этот вот, про который я сейчас тоже скажу, саблевидный нож наточить. Он же тоже, у него с одной стороны фаска ровная, а с другой стороны вот эти вот ребра нанесены. В принципе, если аккуратненько снять фасочку, он на какое-то время оживет. Но обычно вот эти ножи, мы их называем помидорный нож, он, как правило, для резки овощей, но в простонародье для помидор. Для резки помидор он идет. Он позволяет как раз-таки делать какую-то тоненькую работу, глазницы, ноздри,
ушки. То есть вот что-то такое, вот, где совсем надо вот залезть и что-то там вот подрезать. Потому что этой штукой ты не залезешь, и этой штукой ты не залезешь. Потому что ну, просто форма лезвия не та. Можно, конечно, сточить и этот. И он будет... Поет и поет. А, нет, это... Это ж я говорю, на один раз, да. А силиконовые смазки вы пробовали? При резке? Ну, вот работаешь, помазал, то, чем смазывают резину в машину. Вот зимой. Меньше будет, а резать он будет больше. Он резать лучше не станет. Он, нет, садиться меньше не станет. Тут, наверное, силиконовая смазка хорошо работает, когда это делают девочки, не мужики. Вот в случае, когда ты глубоко режешь. Потому что там реально нужно усилие, потому что нож действительно вязнет. И чем больше масса материала, тем сильнее он вязнет. Но если ты там намажешь этой смазкой, ты потом туда ничем никогда не покрасишь. У тебя все будет слезать еще сильнее. Оно и так плохо держится. А со смазки, с любовью и лаской, она слезет прям моментально краска. Стихами заговорил. Рэповыми причем. Довели. Вот этот? Я не просто вам дам потрогать, я вам дам с собой и дам попробовать порезать. Дальше, смотрите, по обработке ножи прошли, да, потому что я вижу, там организаторы косят лиловым глазом на меня, что давай, Викторович, быстрее, начинай резать. Ну, Вот. смысла нет сейчас, все равно перерыв. Ты можешь 10 минут болтать, конечно. Камера все равно выключена, правильно, действительно. Ну так вот, давайте дальше по обработке. Лобзика у нас нету, но он чудесно пилится лобзиком. Все криволинейные истории. Мы тоже долго резали вот так вот ножиком, вот узеньким. Тоже режется классно. Но тут должна быть поставлена рука. То есть надо держать вертикально нож. Вот. Чем уже нож, тем, соответственно, мы проще штуку. Я вам скажу даже больше. В группе потом, если кто-то напомнит, задаст вопрос, на лобзик есть пилка для пиления мягких материалов. Выглядит она вот таким образом, только с маленьким шагом. Ее негде купить, только, наверное, на Алиэкспресс. Потому что в Леруа она есть на сайтах, но ее нет ни у кого в наличии. Кто? Она была Крафтул и была самые хорошие пилы. Я так и не смог купить. Но я сильно ее не искал, потому что я с первым дипломом резчика-краснодеревщика знаю, как держать нож. Соответственно, мне почти не нужен вот этот чудесный инструмент. Я все делаю ножами. А если где нож уже дал ненужную мне фактуру, потому что очень часто нож дает нужную мне фактуру. Вот, когда делаем деревяшки, имитацию, и ножом я делаю там, как будто мы рубили топором. То есть я все делаю ножами. Вот. Эта штука называется электронапильник. Вот в этих масках много было сделано этим напильником, именно поэтому они такие прям все вот зашлифованные, прям ровненькие, что прям противно становится иногда. Вот. Штука дорогая, нужная прям не каждый день, поэтому, как правило, никто ее не покупает. И в отношении девочек-бутафоров очень сильно устает кисть. Вот. Держать двумя руками, тогда некому держать заготовку. Нужен второй человек. Вот. Все говорят, элементарно, на аккумуляторе, отлично. Он легче, но у аккумуляторных большая проблема с балансировкой его. И аккумулятор очень быстро садится. Потому что ты же в драйве фигачишь, и такой раз, и сел аккумулятор. Ты его заменил, второй сел, а этот еще не зарядился. И ты такой, беру-ка я ножик и шлифмашинку нормальную. И превращаешься, правда, в обезьяну. Я в смысле, вот как морда обезьяны, вот, в большом мастер-классе я показываю свои фотки, где у меня на руках вот этот волосяной покров, он такой меховой. И вот у тебя снятые очки на лице такие белые, дальше ты обезьяна. Вот здесь обезьяна, перчатка снятая, руки человеческие, а дальше обезьяна. До одежды вот так вот тоже человек, так обезьяна. Но помогает дуйчик.
ну, обычный компрессор с обдувкой. Ну, то есть в отличие от деревянной стружки и пыли, эта штука так не въедается и так не вдыхается. То есть фракция крупная, прям обдулся, и ты чистый. То есть прям, нет, прям чистый, совсем чистый от слова. Одежда также все сходит. То есть это, еще раз повторюсь, не пыль. Фракция крупнее, чем пыли, она меньше вдыхается. Понятно, что при отсмаркивании и откашливании, конечно, крошка есть. То есть это никто не отменял. В респираторе очень душно. Очки обязательно. Респиратор, ну только когда совсем много работы, конечно, ты его надеваешь. У нас они тремовские, вот эти навороченные, хорошие, удобные. Вот. От маленького, дурацкого толку не очень много. Он, конечно, спасает дыхательные пути, но он какой-то, ну, прям, ну, совсем бестолковый, ну, на мой взгляд. Если уж все равно напяливать, уже тогда напяливаешь нормальный. Вот. С самыми примитивными фильтрами, не нужны там от химзащиты никакие фильтры. Вот. Дальше по обработке пошли. Значит, самый примитивный способ — ножи. Дальше у нас лобзик. Дальше, если у нас есть прямые, мы делаем имитацию брусков, досок, не знаю, каких-то там склеенных, ну, чтобы нужна геометрия ровная, не валить кромку, чтобы они удачно стыковались. Обычная паркетная пила. Дорогая с шиной, по которой мы пилим, дешевая без шины, но мы накладываем там правило, линейку, трубу, что-то, почему мы можем пилить. Выставляем сразу глубину листа, кладем лист пенопласта, паркетка, циркулярная пила ручная. Да? И все. Ну, обычно циркулярку все понимают, что она подстольная. Подстольной пилить не очень удобно. Объясню почему. Материал мягкий, и мы, да, толкаем мягкий материал, и его елозит. Самое удобное, конечно, ну, у нас пила Фестл. То есть ты шиной придавил материал, шина по нему не елозит, то есть разметка максимальная, 2 точки кинул, пропилил. Единственное, у Фестла один минус. Он идеально там, 49 с копейками или 50 миллиметров. Не хватает чуть-чуть допилить. Часто приходится ножом дорезать. То есть он прям вот чуть-чуть ему не хватает. Прям вот, прям доли миллиметра. Такой-то, и причем подрезать, зараза, уже по полистиролу не получается. Надо по фанере резать, потому что там вот эта вот настолько тоненькая пленочка, прям полиэтиленчик такой остается. С трубцинкой ты его подожмешь там, где есть трубцинка. А дальше он также горбылем будет, еще большим выгнется. С трубцинками не получится. Когда ты пилишь большую длину, у тебя здесь фанерка и там фанерка. А если ты вырезала длинную фанерку или брусочек взяла, или алюминиевую трубу даже, в середине ее все равно выгнет. Физика. Он здесь сожмется, а здесь выпрет. И ты все равно середину не допилишь, только еще больше, чем без трубцинок. И потратишь ему времени на это. Когда ты кинул Фестл, пропилил, ножом дорезал, ну, отлично. Ставим лайк, подписываемся на канал. Вот. Фестл. Дальше. Когда мы напилили вот этих брусков, нужна калибровка торца. Бывает такая тоже задача. Тут наш стандартный отрезной станочек. Но есть одно правило. Так же, как и с циркулярной пилой, с Фестелом. Не любят они ни вот отрезной станок, ни циркулярная пила, когда мы хотим срезать прям вот чуть-чуть немножечко. То есть, если прям чуть-чуть немножечко, лучше ножиком. Острый нож хорошо снимает. Получается такая история, я вот наглядно покажу, ну, правда, сантиметр отрезает нормально, это уже не чуть-чуть, но когда вот нам надо срезать немножко, как-то так хитро получается, когда пила пилит, происходит вот так вот. Он заворачивает то, что спилил, и потом отрывает это. То есть это может ударить по пиле, это может заготовкой ударить по рукам, но может также и затянуть руку в сторону пила. То есть это, ну так, небезопасно, скажем так. Поэтому лучше прям вот чуть-чуть не спиливать. Либо спиливать на ширину нашего пильного диска, то есть он хорошо фасочку снимет и все. Либо, если прям реально нужно чуть-чуть спилить, пройтись несколькими проходами. То есть срезать ширину диска и потом допилить остаточек. То есть, ну, сделать лишнюю работу. Либо сказать, отложить это в сторону и сделать новую заготовку уже правильного размера. Вот.
Но пилится он действительно хорошо, дает хорошую кромку. Если диск уже туповат, будут здесь вот эти рисунок. Если диск отличный, сочетание скорости и заточки диска оптимальное, то пил будет прям чистенький. От ножа то же самое. Когда нож подтупленный, вот как сейчас, видите, тут есть волны. И вот я резал. Когда нож острый, ты прям бум-бум-бум, и он прям такой бритовкой срезанный. Шлифмашинкой снимешь фасочку ровненько, но с опытом работы. Потому что как только мы берем, вот продолжим, вот эту длину нам надо снять. Из-за того, что материал мягкий, а у шлифмашинки есть вот эти вот вход-исход, у нас все равно рано или поздно материал сделает вот так. И вот этой идеальной линии не будет. Либо ты протачиваешь вроде как, когда у тебя все нормально с хватом, ты умеешь себя фиксировать, как будто ты станина, то есть у тебя действие, то есть иногда я говорю ученикам, что расслабили локоть, расслабили кисть, как в анекдоте. Вот, и работаем расслабленной кистью, то есть материал сам как бы, то есть вот мы ловим вот этот момент наклона, его сильно держать не надо. И просто ты вот держишь, в какой-то момент сделал ошибку, он улетел. Ты такой, да. Берешь его и стараешься ошибки не делать. Когда в него вцепляешься, происходит момент, что он вот это вот делает. Вот в этом случае у тебя рука может попасть как раз туда. Вот надо это все ловить. Поэтому шлифмашинка и особенно болгарка с лепестковым диском, это, как правило, мужики. Мы делали большие декорации, там вот я и напарник, мы прямо 30 секунд. Я и напарник, мы прям были вот обезьянками, но мы были с болгаркой, а потом шлифмашинкой до идеально ровной поверхности. И там мы стачивали ее не по прямой, а слегка радиусная. И в этом случае очень круто играло то, что он слоистый. И вот как на дереве был переход слоев, и когда художник спектакля это увидел, он сказал, не надо это красить. Оставьте так, это безумно красиво. На этом пауза. Перерыв. Уважаемые участники, у нас перерыв 15 минут, и после этого мы вернемся. Готовьте вопросы. Проветрим кабинет. А древелем пользуетесь? Да, давайте в рамках.
Давай. Обзом. Уважаемые участники, занимаем свои места, мы начинаем. Мы начинаем. Занимайте свои места и приступаем к мастер-классу. Уважаемые онлайн-участники, мы начинаем мастер-класс. Друзья, давайте в завершении, ну не в завершении, а в продолжении темы с ППЭ. Всем достались образцы, чтобы начать ее портить. В общем, смотрите, ваша задача унести это домой. Если останется у нас время эфирное на мастер-классе, значит, смените наших мастеров, чтобы попробовать тоже порезать, попилить и что-то с этим поделать. Вот, значит, по тому, чем мы кроим, режем и вырезаем из этого материала, вопросы появились, остались или я ответил на все? Ну, в общем, фигурное режем, лобзиком не стесняемся. Мы все делаем, вот судя по тому листу, переверни, пожалуйста, вот лист наизнанку, на другую сторону. Вот. То есть старая наша история, бабушкина, дедушкина, когда мы на краю стола пилим или на краю табуретки, ушла в прошлое. Пилим на столе нормально, в полную силу, не боясь ничего испортить. В принципе, в большинстве случаев хватает 50-го его. Вот, этого листа. Ну, когда есть сотка, еще лучше, он так быстро не разваливается. Полтинник, он просто начинает со временем, когда вот до такого состояния доходит, то берешь, ну, если такой несешь, чтобы он не развалился, да. Этот больше времени живет, да, его можно потом перевернуть. Вот, соответственно, пилим лобзиком, пилим циркулярными пилами, пилим ножами. Пробовали некоторые пилить струной, как пенопласт. Жутко воняет, горит, портит вам жизнь, но в принципе режется. Мы струнами не резали, не видели в этом надобности. Вот, кто-то экспериментировал, желая вдохнуть полной грудью. Вот. Вот. Еще он также офигенно фрезеруется. Если был мастер-класс полноценный, у нас есть огромный спектакль, где сцена, порталы отфрезерованы 3D-фрезером. То есть набирались объемы, склеивались, и фрезер фигачил огромные объемы, прости, зебра. Вот, прямо там, ну, производственное качество, все четко, там такое, старинные такие красивые колоннада, фризы, то есть все прям вручную это мы делали целую вечность. Потому что пенопласт обрабатывается полимочевиной, либо метапластом, либо стеклоисторией всей с эпоксидкой. Все это легко обрушаемо. Эта история лучше держит износостойкость. Да, но ее тоже покрывали, по-моему, полимочевиной. Те ребята, кто делал нам декорацию, они вот это все отфрезеровали и покрыли сверху, собственно, полимочевиной. Она как тонкий слой пластика, скорлупка такая. Вот. Но для полимочевины нужно тоже специальное оборудование. Метапласт – это там лет 5-7 назад был новой какой-то историей. Он наносится либо краскопультом, который мы обычно берем грубый, только дюзы большого пропускания, либо кистями и валиками даже его можно наносить. Мы его ни разу не пробовали. Приступаем к своему
Так это мастер-класс и есть. Вот, да, подождите. Что еще про раскрой надо сказать? Ножами начали, ножами закончили. Дальше мы его точим вот этими штуками, точим вот этими штуками. И еще что надо, наверное, вот в завершении сказать до того, как вы начнете пилить, если бы мы еще начали красить, да, обрабатывая поверхности, в идеальном варианте и картине мира обязательно вот эту кромку заводскую срезать. Несмотря на то, что мы потом зашлифуем и вроде как ее зажарим опять, она все равно будет не такой фактуры. Вот эту заводскую историю желательно, пускай даже где-то вот нам нужен объем, ее срезать хоть немножечко, но ее надо убрать. Либо сточить. Ее можно шлифмашинкой сточить. Ну, если владеешь ножом, можно срезать ножом. Если нужна фактура, тем более срезать ножом. Но стараемся не оставлять эти истории. Вот. Из тех, кто попадет на мастер-класс, опять-таки, большой, там есть изделия, где я показываю еще один из способов, когда нам нужно вроде как сделать разнофактурность поверхности. И мы клеим скотч какой-нибудь лютый, у кого какой есть, чтобы он нам содрал вот эту штуку, но фрагментально, как бы сделав пористость, а вот где вот это, получается такие, как залысины заводские. И когда мы потом красим, эта история, вот оставаясь заводской, она четко выделяется. Мы делали типа столовое серебро, огромную вилку с ножом. Вот там этот эффект, что типа вот там, где мы оставили запеченную кромку, вроде как вилка сохранилась новой, а там, где мы содрали скотчем, она как раз вот типа серебро, поеденное временем. Да. Вот, соответственно, про это не забываем. Стачиваем, срезаем, чтобы вся фактура была приближенная к торцу, чтобы не было разницы, иначе краска ляжет по-разному. Вот, у него будет разная степень блеска, несмотря на то, что краски мы все равно матовые используем. И все такое. Дальше. Задали вопрос про склейку. С учетом, что я не принес вам ни Супер 88 клей, не будем термоклей включать, вы все им клеили, знаете, как им пользоваться. Да? Самый шикарный способ работы с этой штукой – это клеить его сам на себя. Я уже об этом заикался. Вот, он отлично работает. Значит, вот те, кто с фенами, врубайте фены. Берите ножи. Да, на максимум. И кверху ставим. Не забываем, что недопустимо положить фен в работе. Недопустимо стоять вот так вот, погрев здесь, отвлекшись опять на стол. Привыкаем его сразу ставить. Ну и, соответственно, чтобы не было ничего сверху. Бывает, что-то у некоторых полки нависает. Я так себе, работая дома, испортил дорогой шкаф кухонный. Он у меня попал вот так вот с полкой, и у меня вдруг ни с того ни с сего взяло и взорвалось стекло. Красивый такой, с этими же металлическими вставочками. Поэтому всегда следим, куда греет фен. И если невысокие потолки в помещении, не должно быть пожарных датчиков, на которые ты ставишь фен, и у тебя вдруг прибегают. Безопасность, что у вас тут горит? А ты такой, ничего не горит. Потому что датчики срабатывают у нас на, соответственно, задымление. Некоторые срабатывают на повышенную влажность. У нас так в туалете однажды сработал. На испарение. У чувака загорелась в кружке там какая-то химиката, и он побежал это тушить в раковину в туалет. А у нас у туалета над нами лестница. И висит датчик вот на этой скошенном потолке. И он кружку под холодную воду, значит, засовывает, открывает воду. Это испарение, и мне охрана: Олег, у вас там пожар? Не-не-не-не-не, у нас все хорошо. Все, временное запарение, говорю, туалета произошло. Вот. И еще срабатывает иногда датчики на пыль. То есть, когда мы что-то шлифовали очень увлеченно, как раз деревянные изделия, тоже безопасность либо звонила, либо охрана прибегала: Олег, у вас тут все хорошо, типа у нас датчики сработали. Я говорю, все хорошо, но пыльно. Вот. Вода, пыль, температура. На что еще срабатывают датчики? По-моему, все. Ну, газ? Ну, наверное, загазованность. Ну, с загазованностью мы не сталкивались. Так вот, значит, смотрите, какая история. Рабочая температура фена с этим материалом разная. Когда уже есть опыт, чтобы работать быстро и делать все вот раз, и все уже склеилось, я работаю на максимуме, там, на 600, на 650 градусов.
Если опыта нет, не надо за ним гнаться молниеносно, он придет к вам со временем. У меня есть знакомый, который 3 года уже, даже 4 прошло, он каждый раз, приехав ко мне в мастерскую, говорит: умоляю, объясни, как он клеится. Я говорю: иди сюда, это клеится вот так. Он такой: да ты мне показывал 100 раз, у меня не получается. Я говорю: на фен, клей. Он клеит, при мне у него все получается. Он говорит: наконец-то, чудо случилось. Он уезжает к себе в мастерскую, проходит 3 часа, он мне звонит, говорит: Олег, объясни, что происходит. Вот, в общем, что-то у него вот не клеится в голове, видимо. Поэтому гнаться за большой температурой не нужно, понижаем ее. В принципе, ППР сплавляется где-то от 450 уже достаточно нормально. И слабые дешевые фены, которые как раз вот на этой температуре, у них она максимальная, там чуть-чуть к 500. В принципе, тоже достаточно, чуть подольше греем. Степень готовности материала к клейке глазом видна. Он начинает как немножечко по поверхности такими маленькими пузыречками типа закипать. Но когда он закипел сильно, это уже мы перегрели. Да, то есть, как правило, уже он либо плохо склеится, либо склеится ненадежно, либо не склеится вообще. Греть надо обе поверхности. Это самое большое неудобство. Когда поверхность склейки большая, проблема прогревания. Если есть ассистент, который держит большой лист, а ты с другой стороны вот так с 2 фенами, отлично происходит. Вот. Если медленно, можно то же самое делать с 1 феном. Ну, то есть степень прижимания у нас получается вот такая. То есть мы раскрыли лист, его вот так зафиксировали. И вот, особенно если нам надо состыковать кромку, то есть прямо в ноль. Понятно, что вот при такой истории мы вот здесь не проклеим. Здесь мы потом раскроем повторно, когда уже здесь все схватилось. Прям вот его поднимем, он же эластичный. Понятно, что это приложение физической силы, но без этого никак. Когда вот какие-то вот эти поджарки. Вот, соответственно, процесс приварки. Отрежьте кусочек, как раз-таки проверив ножичек. Только единственное, в вашем случае не прорежьте столы. То есть надрежьте, потом его, ну, наклоните и надрежьте снова. Порвать не получится. Вот так можно? То, конечно, а почему нет? Нож режет, нормально? Ну, нормально. Хорошую температуру дает. Дальше, в принципе, для первой истории, чтобы вам понять, как это клеить, можете не обязательно метиться в край, как раз клейте на отступе небольшом, это позволит вам потом поиграться вот с красивой кромкой. Сделайте отступ в сантиметр, ну и, собственно, как я вас и учил, прогреваем и прикладываем. И прогреваем с обратной стороны и прикладываем. Прогреваем торцы. И делаем тестовый срез. Если нам что-то не нравится в нашей склейке, допекаем ее. Но в принципе должно получиться вот так. Можно уже пробовать отрывать. Дай всем остальным посмотреть, а потом порвешь. Я могу сделать еще один образец.
И самое главное, прелесть этой склейки в том, что когда мы дальше обрабатываем эту заготовку, у нас под ножом нет ни термоклея, ни клея момента. Да, ничего не слипает и не мешает резать ножу, и не тупит его, и не пачкает. И самое главное, и термоклей, и клей момент, и Супер 88 – это те клеи, которые боятся термовоздействия. При дальнейшем вот мы склеили типа на термоклей, да, обработали заготовку напильниками, ножами, и нам надо ее запечь. Ну, чтобы фаски были, ну, типа условно добиться вот этого эффекта. И вот эту историю мы должны запечь. Вот какую-то красивую, не знаю, тупой ножик ужасно. Можно, кстати, вот показать, как работать напильником. Волшебная вещь. Им работаем как вот причесыванием. Потому что он очень сильно грызет. Если работать грубо, я даже немножко скорость убрал, чтобы вам показать. Не на большой скорости. Он замечательно прям заглаживает все. И вот на этой красивой золотой маске это было видно. Ну и, соответственно, при дальнейшем, собственно, к чему я это все вел, при дальнейшем запекании, если у нас здесь был либо термоклей, либо момент, у нас все швы начинают разваливаться. А в этом случае у нас ничего никуда не будет разваливаться. Мы его зажарили и загладили рукой, дав ему вот этот вот, ну, сбив всю вот эту историю. Да, это уже работаем руками, к сожалению, никаких перчаток. Ни мокрых, ни латексных, никаких. Жжем себе ладошки. Когда большая работа, ладони горят пипец. Можем пробовать, да? Да? Да. А фен так и работает, все нормально. Да, фен работает нормуль, но вот на этом вы когда включали, у вас одно положение? Два. Смотрите, когда у нас включается фен, и он нагревается же с холодного в горячий, это происходит более-менее плавно. Когда мы выключаем фен, сделать вот так не вариант. Мы его убиваем этим. То есть мы понижаем температуру в ноль, а вентилятор оставляем. Если фены менее профессиональные, на предыдущую скорость, либо на самую маленькую. Дойдем ему поработать, чтобы он сбросил температуру на вентиляторе, чтобы он себя как бы охлаждал. Он себя греет, продолжает греть до малой температуры, но пока с большой он до нее дойдет, он сбрасывает температуру. Но благодаря работе вентилятора он сбрасывает температуру плавно. И вы увеличиваете срок службы фена до немеренных вообще. Вот этот фен, ему лет 15. Это мой домашний фен. Он прошел все какие-то дополнительные работы. Он еще был, я работал у Сафроновых, я не помню, работал ли я с ним, у Запашных я точно с ним работал. Потом цирк на Вернадке Запашновский, потом электротеатр. Сейчас вот он ездит в Казань со мной. То есть он очень старый, при этом, ну вот у него вышло не работает, вот на третьей передаче у него вентилятор должен сильнее работать. Вот он уже времечко на него давит. Потому что вот что на предыдущей скорости, что на последней, он дует одинаково, к сожалению. Ну что, получилось? Уже поплакался, уже тяжелее вот этим. А надо дать застыть. Он должен остыть. Да. Теперь, нате, попробуйте напильничком его пошлифовать. Да. Но для этого я должен находиться рядом с вами. Ну, хорошо, хорошо. На. Я буду давай держать тебе заготовочку. Ну, как не с руки, подожди. Береги мои руки и свои глаза. Держи двумя руками. Ну, не одна скорость.
Нет, я поменьше уже сделал. Вот смотри, когда я объяснял, не очень А не увидели слышно или просто, услышали. да, не Значит, слышно. смотрите, я говорил о том, что мы как причесываем. То есть наверх должна, себя? ну, ты можешь и в ту сторону, но у только нас в одну сторону. должна условно, покажу, то есть что такое причесывание. Если ты будешь вот так точить, он будет вгрызаться, то есть надо вот под таким углом вести. То есть чтобы вот это не вгрызлось. Да, И, приглаживай. наверное, не В обратно. любую сторону, но если точишь туда, то вот так, если сюда, то вот так. то есть получается- как только вот так сделаешь, он у тебя тут же залезет внутрь, а то, что ты срезала, уйдет туда. Можно я покажу движение? То есть под углом вот так я ставлю. Немножечко, да, под Чуть-чуть угол. как бы, Да, да? чтобы он не вгрызался. Ладно. Просто, дай-ка вот я тебе просто покажу ошибку. Если брать ровно, то происходит вот это. да, И все, и ты поняла. испортила. Особенно, когда тебе надо чуть-чуть подточить, я и ты уже, вот она, красивая голова, делаешь вот эту ошибку. Нет, ты просто грубо берешь ножом, срезаешь, берешь кусочек с феном, приклеиваешь и затачиваешь. В этом смысле он хорош тем, что ты то, что ты вклеишь ровно так же, как это было бы, ну, при браке. Золотаешь как бы. Да. Я думаю, если с дрелем работала, ну, когда большие, конечно, Но в целом, получается, большая ошибка. Да. Вот пошел дым, уже маленький перегрев. может, просто нагрелся, потому что... И прям не жалеем сил, давим, то есть мы не передавим. Идеально. Ну, не идеально, потому что все на скорую руку, но условно, то есть вы сделали заплатку, которую, возможно, потом зашлифовать, и ее почти будет не видно. Пробуй. Нагрелась? Выключи маленький фен, пожалуйста. Да. Не бойся, там столько шрамов. Это где-то горелым пахнет уже, по-моему. Мы выключили все. Не, рабочий остался большой. Уменьшил пока? Он уменьшил, там 250 градусов уже. Сильно горячий? Ну и все тогда, пускай остынет. Ты вот платформу ставишь, работай носиком. Или давай вот так развернем. Да, на меня. Если что, я буду кричать. Вот видишь, ты не приглаживаешь. Угол очень большой. Вот, добавь ласки немножко и нежности. Вот, видишь, еще больше ласки. Вот это, да? Можно так. Все, ладно, меня хватит. Да, и еще важный момент, что шлиф машины, что шуруповерты, дрели, лобзики. Вот пока продолжает крутиться, ни в коем случае не кладем. То есть инструмент остановился, зафиксировали точку и положили. У нас был на монтаже однажды случай с перфоратором зимой. Вот такой бур был длинный, Толик опустил перф и намотал плащ пуховый вот так вот до шеи. Бур остановился вот здесь, около артерии. Вот, поэтому
с инструментом. Так же, как когда пилим лобзиком, дошли до, там, условно, вот в глазу уголок, да, до уголка, отключили лобзик, пилка остановилась, вынимаем. Это обязательно, это такой маленький нюансик. Будешь точить? На. У тебя я не буду страховать, все получится. А вот держи пожестче, на угол положи. Но у тебя дремель, понимаешь, он бурчик. Пойдем поточим шлифмашинкой. Вот, пойдем со шлифмашинкой к нам. Главное, специально опустил вниз, чтобы вот этого не было. Очки нужны, защитные. Когда я работаю с материалом, я шлифмашинку с трубцинами креплю вот так к столу, когда один. Нажал кнопку, тут просто нету чехла из-за этого. И нажали фиксацию кнопки, и она работает постоянно. В шлифмашине важно смотреть, в какую сторону она крутится. Вот, отлично. Надевай, ты будешь точить. Важно, в какую сторону она идет лента. Либо посмотреть по стрелочкам, которые вот здесь есть, вот она. Либо, нажав на кнопку, посмотреть, куда она идет. Соответственно, раз она идет сюда, ты материал должна тянуть в обратную сторону. Ага, все, поняла. Вот, и точишь, условно, вот от этого выгиба так, чтобы вот не кончик здесь был, иначе тебе его вырвет, а немножко как бы вот, чтобы ровно, и вот он пошел, и ты его поднимаешь. Но ты сейчас почувствуешь. Готово? Да. Чувствуешь, она у тебя выдергивает его. Аккуратно руку вот эту возьми повыше, чтобы ты мизинцем не зацепилась. Вот он, видишь? Вот здесь надо прям держать жестко. Ну, мягко у тебя пока еще опыта нет. Видишь, она плясать начинает. А чтобы этот уголок доделать, ты разворачиваешь вот так и сходишь сюда. Вот здесь ты можешь заполировать. Да. Да. Не, ну как, они улетают все, их много, и потом ты превращаешься в такого медвежонка, как я рассказывал уже. А их не видно, да. С учетом, что у нас вон там освободилось одно место, Да, кстати. кто-нибудь может взять свой кусочек, фен, и пойти попробовать. Может, тут все перепробовать. Давайте смелее. Вот эту фаску задачи. Вот это? Да, точишь ее вот так, держа. То есть вот запомнила, какой угол. Я обычно себя воспринимаю как некую станину станка. Вот выставил угол, иногда даже можно, грубо говоря, вот к столу раз, вот на эту высоту подняла, как бы, да, то есть ты станина такая. То есть не меняя угол. И вот такой, то есть если вот так вот не очень получается, да, то есть делаешь просто радиусное движение. Танец роботов? Типа того. Готово? Да. Но когда снимаешь ровную фаску, не надо делать вот такое движение. Я поняла. То есть движение параллельное столу. Хорошо. Если тебе удобнее, вот, уже лучше. Но видишь, это вот Я край вижу, да. этой. Да. Можно еще не руками действовать, перемещаться ногами, тазом. То есть я по-разному. Вот там, когда пилю лобзиком, я пилю, вот особенно когда круг пилишь с подкрутом. То есть я вот этой рукой подкручиваю заготовку и кручу лобзик. То есть работаю двумя. Ну так же, как станки у нас. У нас крутится вал и двигается. А просто вручную наждачечкой невозможно?
тоже не хватает скорости вращения, ты начинаешь его лохматить. Так, кто? Дайте мой кусочек, пожалуйста. Ну, это второй мой кусочек. Да, да, но когда поставленная рука, И внутрь феном, да, и чтобы... да, их немножко подзапекаешь. Так, интересно, а где мой ножик второй? Вот он. Да, голубя она резала прям лепестки и из них собирала. То есть лепестки, вот из этого она их резала, материал. Вот голубь полностью сделан вот из этой штуки. Вот прям вот из этой. Вот из такой. И вот она набирается, набирается, набирается. Но там в голове сделано сначала цилиндр, потом он вот так вот, ну, с прорезями зашит в конус цилиндр такой полукруглый, а дальше вот нашивались перья. Значит, как резать тонкую? Мы точим нож, чтобы он был острый. И когда хорошо поставленная рука, ну, то есть, когда просто мы режем странички, ну, то есть, мы их можем грубо резать, да? Там вот в такие. А когда хорошо поставленная рука, можно срезать вот так. Ну, это нарушение правил, но я знаю, что мой нож не выпрыгнет от себя, потому что это нереально резать. Посмотри, сколько шрамов. Только вот я про то. То есть пока это образование перешло в профессионализм, Столько же шрамов на сердце. я просто вот про толщину среза. Да смотри, А изолон он также Смотри, что творится. цыганский фокус, конечно, какой-то просто. Вот, книжки, вот эти сделаны двумя способами. Одна книжка нарублена с цельного кусочка, вторая книжка, одни рубили тоненькие листы, а вторые собирали книги. Вот, то есть два способа. У кого-то получалось так, у кого-то не получалось. И те, у кого получалось резать на относительно не толстые, потом этот материал, он бывает потоньше. То есть его можно взять тонкий и резать пополам, предположим. Ну, то есть... Вот этот тонкий вот такой, да? Да, ну вот он. Но опять-таки, для меня вот тонкий сложнее распустить. Как ты его будешь резать? Олег, дай, пожалуйста, сделаю. То есть, в принципе, нужен, во-первых, большой нож, но это как-то все сложно. Вот, поэтому они, скорее всего, все равно рубили даже вот эти все основные странички с большого. То есть, вот таким вот образом, абсолютно сильно не парясь, что они будут немножко кривыми. То есть, вот. Склеивали вот это вот, да, получается? Да, этот склеивали, причем, видишь, пополам, да. Может быть, они даже взяли тонкий, потому что мы им показали, сделали мастер-класс, они сказали, да, понятно, наняли толпу народу какого-то непонятного, и они рубили эти книжки. То есть вот срезалось, ну и пофигу, режем новую. То есть я к тому, что я сейчас специально не стараюсь, чтобы... Изолон также можно склеивать через фен или не? Да, изолон ровно такой же. Это то же самое. Только почему они их называют по-разному, это тот же самый ППЭ не газовспененный, да. А вот то НПЭ, газовспененный, пенополиэтилен, да. Его купили организаторы с ошибкой. Вот эту? Сейчас расскажу.
показывать, как клей смазывать. Да, до клея дойдем. И ткань еще. Ткань и глаз нам надо выдавить. Сначала мы выклеим глаз, выдавим. Ильнас, подай, пожалуйста, материал. Беленький, вон тот. Это выжигатель, а вот Это выжигатель, плоскогубцы, железная щетка и пофигизм. пофигин? Ясно. Так, ну, в общем, странички поняли. Да, подожди. Да, давай. А можно тебя попросить, подержи шлифмашинку, главное, чтобы тебе в лицо не налетело очки на глаза, а не на волосы. Значит, смотрите, вот эта штука, раз, не расскажу. Мы его слышим. Тихо. Дальше. У нас... Я уже боюсь. Но в итоге у тебя получилось или нет? Очень много людей собрались. Нет, эти слушают, они ничего не делают. Слушай, но уже кто-то режет, Олег. Ладно, хорошо. Как педагог должен... Я все контролирую, у нас все нормально. Вот теперь правильно. Нет, 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 нет. Вот когда тебе нужен носик сделать, ты разворачиваешь и делаешь на выход. На выход, чтобы у тебя уголок не попадал. Как только затягивает уголок, у тебя удар происходит. Пять баллов. Выключайте. Итак, рассказываю про кору, про эффект. Я уже узкому кругу сказал. В общем, зря выключили, ну ладно. Сейчас не включаю, потом пожарим еще. В общем, с эффектами коры, в зависимости от того, что мы хотим получить, способов миллион разных обработок, на что вот хватит выдумки. То есть здесь смешано все. То есть мы можем рвать, это у нас плоскогубцы, кусачки, прям методом вырывания. Мы можем царапать отверткой, царапать ножом, царапать металлическими щетками. Да, и вот такой вот эффект, вот как здесь, и вот здесь особенно. Это паяльник. Причем, знаете, как это паяльник? Это паяльник не совсем жалом паяльника, а вот этой вот частью, которая тоже горячая, мы прям берем и вот прям вдавливая сильно, вот так, видите, она даже на холодную, с учетом, что уже разъерепененная, тянется. И вот этот эффект, он хорошо имитирует березовую кору как раз. Вот. Либо, когда это смешанная техника здесь, можно ее также делать вот так. То есть мы, в зависимости от того, какое нам нужно направление, вот. Соответственно, всякие зарезы, это опять ножи, паяльник. То есть вот здесь было другое жало на паяльнике, плоское. И прям вот я там показывал, как это делал, вел, так прям пошел дальше. То есть прямо не стесняемся ни разу. Потом вскрываете, феном еще даете. Ну, оно не вскроется, просто феном оно потом запекается, да. Потому что, как только мы поработали щеткой, мы эту штуку, получается, разлохматим. То есть она стала лохматая. Вот в данном случае, видите, я руку убрал. Ни в коем случае вот мы не делаем вот так. То есть все время от руки. То есть вот как-то смешано. Подрали,
Взяли кусачки, здесь будет сучок или какая-то рванина. То есть прям вот у нас же природная история, поэтому не надо стесняться. Да, взяли ножик, у нас трещина родилась. Трещины все у дерева помним. То есть немаловажно, надо обращать внимание на то, что мы имитируем. Ствол дерева, как устроена древесина. У нас есть родовые кольца, у нас есть трещины. Трещины, как правило, это крупная такая наглядная история, которая отвлекает глаз от вот этой слоистости. Вот, потому что уже был вопрос, как избежать слоистости, потому что она режет глаз и портит нам изделие. Вот, мы ее потом подзапечем и прожарим выжигательным аппаратом, который сейчас, он быстро нагреется. Вот, соответственно, с учетом, что у нас родовые кольца идут от сердцевинки, то есть мы понимаем, где у нас геометрический был центр, да, если вот такой срез, если это не брусок прямоугольный. Вот, и, соответственно, у меня маркера здесь нету. Сейчас я возьму маркер и вам наглядно маркером это все покажу. Соответственно, если здесь у нас вот они родовые кольца пошли, они должны идти, соответственно, параллельно вот коре, могут немножко играться, то все трещины у нас должны стремиться к центру. Как в жизни все. То есть мы не должны, здесь мы не должны врать. То есть, если трещина идет к центру, то они все стремятся к центру. Тогда, будет правдоподобность. Трещины могут еще, чтобы нам усугубить вот эту фактуру, дерево еще старое, когда уже высохшее, оно имеет тенденцию, вот пошла трещина, она может уйти по родовому кольцу. То есть, прям почти под прямым углом остановиться и пойти под 45 градусов, но опять по радиусу. То есть она не может прямо пойти. Она опять должна по родовому кольцу пойти. Либо четко поперек их, либо прям вот по фактуре. Но если мы имитируем брусок, и вот он ровный у нас, это отнюдь не значит, что у нас вот так пошли родовые кольца. Редко какая доска попадает, что вот у тебя прямо фантастика, эпицентр, вот он. Да? Вот, скорее всего, доска будет вот такая. Или какая-то еще. Соответственно, трещины все пойдут вот так. Либо вот так. Соответственно, вот здесь трещина, она вот выйдет сюда и уйдет сюда. Дальше. Трещину опять не надо вести, мы же не по линейке. Мы неровную геометрию строим. Трещины должны быть тоже живыми. Потому что понимая, что вот здесь она вышла, и пошла. Трещины можно делать ровно так же. Ножом, паяльником, выжигателем, процарапать, выдрать плоскогубцами. То есть тут прям начинаем играться всеми возможными способами. Процарапали, подрали, где-то оставили место паяльнику, вот этой вот части паяльника. Где-то погрубее щеточку взяли, задрали это все дело. Наш любимый фен, с которого никуда. И выжигательный аппарат. Да, вот это. Не то. Чем удобен вот этот выжигатель? У него есть вот этот волшебный регулятор, который нам дает контроль над иголочкой. И он на разных материалах, бывает, когда работаешь с большой скоростью, игла в материал уходит глубоко и очень, соответственно, быстро остывает. Ты температуру добавляешь. Как только положил, температуру убираешь, потому что не работая, она тут же нагревается до красна. Иголочка должна быть слегка начинать краснеть, чтобы подконтрольно ей работать. Либо, если работаешь быстро и уверенно, и прямо на поток, откровенно красный. Когда плохо видно, обычно у нас есть обоняние, которое также чувствует хорошо температуру. Казалось бы, смешно, но горячее изделие ты нюхаешь, поднося к носу, ты понимаешь, что оно еще холодновато. Добавил температуру, а уже горячий воздух, все, то есть понимаешь, что хорош. То есть кажется смешно понюхать нагревающийся элемент. Но вот я так делаю. То есть я иногда глазами не вижу,
поднес, типа нюхаю, понимаю, что да, нагрелось, все отлично. И все, начинается эффектная обработка. Ну, конечно, сначала у нас фен. И вот она, фактура полезла. Вскрыть, запаять, вскрыть, запаять. Можно сделать такую хитрую историю, когда мы нагреваем на растягивание, потом даем ей сжаться. И такой эффект, как бы кожа легкая происходит. Да, и дальше зажигательный аппарат, родовые кольца. Я сейчас, чтобы быстро показать, сильно не стараюсь их прям делать идеально ровненькими. Обычно ты, конечно, сидишь и как следует это делаешь. Сейчас задача быстро показать вам просто ряд эффектов. Соответственно, те, кто работал с деревом, понимают, что вот здесь должен быть обязательно скол. Вряд ли он такой угол будет держать. Часто сердцевинка у нас выкалывается. Вот эта часть уходит. Вот. Опять-таки, трещинки к центру у нас идут. И вот у нас кусочек этой штуки оживает. Может здесь быть сучочек какой-нибудь непонятный. Но выжигателем надо это делать аккуратно, потому что все-таки проволочка тонкая. Паяльником в этом смысле проще. Вот. Если мы имитируем доску, у нас может быть такой вот момент, когда вот развернулась фактура, да, вот здесь надо было срезать заводскую кромку, о которой я говорил, эту поверхность. Вот, то есть может быть вот такая вот история, когда у нас подвернулась эта штука. Ну вот она и вроде уже деревяшка. Ну, ее еще надо дальше доделывать, но я к тому, что вот так упрощенно. Паяльником погрубее, да. И паяльник из-за того, что он греется, там вот у вас были паяльники, вот там, наверное, будет удобнее. Включите один паяльник в дальнюю какую-нибудь розетку. Только так, чтобы он на столе не оказался. Глаза? Давай потерпим, сейчас глаза начнем делать. Ты задай там, меня же тоже видно. Те, кто сейчас с нами онлайн, да, то, о чем мы говорим, пропустите сквозь себя и задайте какие-то вопросы. Потому что явно они есть. Есть вопросы? Ты внимательно смотрела. Если у вас нет вопросов, то педагог перейдет к следующему материалу. Зачем свечка? Мы делали вот такой хитрый материал. Это я помню, а вот именно сейчас конкретно, Мы просто есть... если успеем сделать... Олег, по этому материалу вопросов нет. Можем перейти. Да, тогда мы сейчас переходим... Я найду ножницы, и мы перейдем... Вот он в один слой, вот то, что мы делали по манекену. Да гениально, просто силикона полно, воска полно, просто сместительно. А вот эта идея дорогого стоит. Да. А потом пропитать этим ткань, я говорю, это вот благодаря тому, что я зашел
головным убором, а они спустились ко мне. Мы параллельно 2 мастер-класса вели, они этажом выше, а мы в цоколе. И они, увидев маски, мастер говорит, можно я своих приведу? Я говорю, конечно. И мы поднялись к ним тоже в обраточку. Я задал пару вопросов про лино, и поняв, что лино это один материал нанесен на другой, я материалы поменял в своей голове на нам нужные. Как бы. А итог получается тот, который, собственно, нам нужен. Единственное, в нашем случае, потом, когда мы горячий воск начнем наносить, возможно, форма начнет слегка выпрямляться. То есть ее надо будет все равно подсаживать назад. Вот. Но ее можно бесконечно править, можно выровнять назад. И она, в принципе, вот пока фен включен, дайте. Причем она не сильно, вот я чуть-чуть перегрел. Я поняла. То есть она вот не обжигает руки, не сильно к нему липнет. Не, ну если что, в принципе, весь силикон, ты мочишь руку, и он тебе уже не липнет. Ну, термопистолет, он горячий. Это ж не силикон, это именно термоклеевые стержни. Я поняла. Да, да, да. Силикон, но когда с стержнями работаем, то есть, Ну да. все равно уже половина окончания где-то просто брать. Просто мокрая рука рядом стаканчик. Да, да, да. Вот в этом случае тоже мочим руку и то же самое. Вот, кстати, то, что я хотел вам показать, ребят, смотрите. На себя приходится. Это нарушение, как бы, техники безопасности, но издревле на Руси наши бабушки и прабабушки как резали хлеб. Он был вот такой, и вот так вот они махали, и я что-то у женщин не видел распоротых животов и срезанных грудей. Ничего. Поэтому, но в принципе правило резчика, ты режешь от себя. От себя. Так, давайте вопросы. Нет, про что-нибудь. Подождите. Нет, у меня только вот по ткани, как варить водовую. Вот, давайте. Сначала тогда глаза, а потом ткань. А феном мы сейчас будем глаза делать. Ну или давайте мы мой фен выключим. Да, там включим 2 фена, поскольку у нас есть 2 формы. Вот. И тогда, коль у нас есть уже и опытные, и вы все прекрасно понимаете с полуслова, я не буду тратить время на то, что я вам буду показывать, как это делать. Вы будете это под условно моим руководством делать сами. Соответственно, тому, кто будет делать круглый глаз, нате круглую. Тому, кто будет делать маленький глаз, кто более опытный, кто попроще задачу хочет. Попроще тогда маленький глаз. Сейчас. Тебе посложнее большой глаз, держи. Да. Убираем весь мусор, чтобы у нас пластик был чистый. Сдуй немножко его и все. Далее кладем, значит, нашу эту штуку на уступки, чтобы она была на возвышенности. В нашем случае можно использовать ППХ-у. Вот так кладешь, вот здесь должен оказаться глаз. Надеваем перчатки ХБшные. У кого они есть? Почему? Вот, молодец. Очки не нужно, разрешите, у меня тоже были, скорее всего, где-то перчатки. Держи. Перчатки надеваются пупырочками наоборот, наружу. Ну, потому что от температуры эта прорезиненная история плавится и начинает прилипать. Когда их нет у пупырышек, соответственно, без разницы как. Далее мы берем степлер, то, о чем я вам говорил. Заряжаем в него самые маленькие скобочки, поскольку, как вы помните, нам их еще выколупывать, поэтому надежно
12-ми скобами на максимальном усилии прибить наше стекло не нужно. Вот, прибивать мы будем на плоскости, поэтому упоры пока убираем, а вот выдавливать будем уже на упорах. Заряжаем степлер. Маленький лайфхак про степлер. Тонкую, да, правильно. Неважно какой стороной. Маленький лайфхак про степлер. Когда мы его закрываем, что все делают? Стреляют куда-нибудь в скобочку, правильно же? То, о чем я говорил. В более-менее среднего качества степлерах достаточно сделать вот так. И если нету вот здесь железной скобы, ручку надо либо на себя потянуть, либо вдавить внутрь. В данном случае на себя, и он закрылся. Чтобы открыть, мы ее выдавили. И скобу стрелять не нужно. Торец стола, да. Теперь напоминаю то, о чем я сказал. Переверни фанерку, там чище просто рез. Да. Вот. Стрелять степлером надо. Вы умеете пользоваться степлером или нет? Было? Ну, в принципе, смотрите, история какая. Да, степлер должен надежно быть, стоять и пяточкой тоже. Особенно сложно это сделать, когда пятка у вас висит. Если пятка висит, тогда помогает вторая рука, которую вы давите на носик. Вот, прям подушечками. Вот. Стрелять надо от уголков. Да, делаем на уголку галочку. Ну, либо одну скобу, либо галочку. Чуть-чуть поближе. Угу. Молодец. И дальше, как он сильно бьет. Дай-ка. Ну, он вшибает прям очень сильно. Ну-ка попробуй вот так. Шагом одна скоба, не больше. У тебя больше. Угу. Отлично. Чуть-чуть подальше от края. Да. Да. Верстаки у нас не похожие на верстаки. Стреляй, стреляй. А пока ты стреляешь, я задам вопрос. Те, кто прям сразу знает ответ, не говорите, молчите. Что вот это такое? А? Ковырялочка. Ее особенность знаете в чем? Особенности две. Форма вот этого носика утюжком. И она еще нам заменяет плоскогубцы. Когда мы подсунули носик и надавливаем на ручку, он, опираясь на пятку, вот этим вот хитрым носиком зажимает скобку как плоскогубцами. И, держа ее зажатой, вытаскивает путем уже качелей, как по принципу коромысла. Молодец. Сейчас ждем вот большую поварешку. На большой просто будет наглядно видно, как у нас материал себя поведет. На маленькой ложке это будет немножко смазанный эффект, а вот на большой будет прям хорошо видно. Для этого надо прям вам будет всем как-то привстать. Не подходить, поскольку камеру загораживаем. Да, привстать и прям увидеть, как вот он приподнимется, сморщинится, и потом сделать вот этот выдох с провалом. Переверни заготовочку, не выламывай себе ручки. Или развернуть степлер можно было. Сильно в край не бей. А ты пока себе готовь уступочки. Далее, для удобства выдавливания надо определиться, какой рукой вы привыкли работать. И фен взять в другую руку. Потому что давить вы, додавливать поварешку будете рабочей рукой. И ошибка в том, что рабочей рукой мы держим фен, нерабочей рукой мы давим поверхность.
и потом ставим фен, додавливаем, в принципе, рабочей рукой. Но вот держим-то мы не рабочей рукой, поэтому лучше заменить. Ну, это мой совет. В принципе, попробуйте так и так. Ну, удобнее работать, конечно же, рабочей рукой. Все получилось. Соответственно, сразу в мыслях прорабатываете то, что вот вы давите, случился подъем, провал, ставите фен и сразу давите второй рукой. Дожимаете, то есть это надо делать молниеносно, не теряя секунды на какое-то раздумывание, на то, как поставить фен, куда его поставить. Думаете до того, как начали греть. Все понятно, есть место, фен я ставлю вот так и не теряю на этом время. То есть продумали, в голове это провернули и начинаете делать, чтобы потом не допекать. Если ошиблись, можно убрать поварешку, заново разогреть поверхность и додавить. Но если вы ее перегреете, у вас получится бельмо. У вас пластик просто побелеет. Но побелеет он хитро. То есть вы вот поняв, что вы перегрели, такие, ай, убрала фен такая, слава богу, не перегрела. И буквально секунд через 7 пластик белеет. Он закипает внутри, но белеет не ежесекундно. Ему нужна некоторая выдержка. Если продолжать жечь, он побелеет прямо под феном. А если вот вроде как не успеть поймать, вот уже жег, знает по улыбке. Вот, то если вроде как успел, но не успел, он белеет следом. И если это бельмо оказалось вместе как бы белесости глаза, оно закрасится, его будет не видно. Но если в области зрачка, его только переделка глаза. Все нормально, в принципе. Вот. Так, ну что, давай, первый смелый человек. Грей феном, давайте все на нее посмотрим. Я буду подсказывать. Поняла, как ставишь фен, да? Грей, да, равномерно прогревая. Мешает? Ну, я вот думаю. Вот смотрите, видите, поднимается. Вот он провал, давай. Фен ставишь и давишь, давишь, давишь. Не успела. Прекращай. А мне не видно, кстати, что он поднимается. А подожди тогда. Посмотрите еще на поварешку, чем она неудачная. У нее ручка. И вот когда продавливаете, старайтесь чуть-чуть ее наклонить, так, чтобы ручка не отпечаталась в глазу. Вот, сейчас я подойду и подскажу тебе. Давай, греем. Сейчас эффект будет тот же. Я у тебя даже приму фен. Да не, я ее... Ее можно отрезать. Не, выгнуть, она же вот она приварена, вот это место. Пошло. Смотри, поднимается. Смотри, сейчас будет провал. Ты можешь присесть, чтобы ты видела. Вот, видишь, давай. Все, и замри. И какое-то время держи. Давай. А вы смотрите на маленький, пока она держит. Просто прямо. Да, ну как, равномерно вот прогреваешь. Смотри, смотри, смотри. Вот он провал, жми. Посильнее, очень мелкий будет глаз. Ты можешь одной рукой вот этой, которой давишь, освободить ее и потрогать. Если застыло, все, убирай. Ну бери смело. Мне кажется, сил не хватило. Ну ты чуть-чуть не догрела. Ну да. Видишь, такой глаз со смещением, смотрите, получился, видите? Будешь переделывать, но уже есть факт спалить. Ну, есть уже факт спалить, да. Или оставляем? Не, ну, Уже в все, у принципе, тебя маленький. Надо не одно и то. Ну поднимай, смотри. Загубить, наверное. Да, такое малюсенькое. Мне кажется, вот оно неудобно, как вот... Ну давай, снимай. Хотите, я вам покажу в моем исполнении этот глаз? Нет, фены пускай работают. Теперь берем антистеплер, выколупываем, чтобы время не терять, антистеплер один. Давайте я вам вот этот глаз тогда сделаю.
ты же пленку сняла, он девственный, он идеально чистый. Я поэтому и говорю, пленки не снимаем. Перчаточки. Мои руки также боятся температуры, как и ваши. У меня оказались две. Да, было такой момент. Реакция у меня хорошая, не переживайте. Посмотрите, она начинает приподниматься. Сейчас она пойдет складками, вот они складки. И вот он провал. Ну, можно еще чуть погреть. Да, не догрел. Но это плюс толстый материал, это миллиметровка. А вот у меня что было? У тебя 0,5. Да, у нас это точно. Но это еще фенчик слабенький на самом деле. Так, ну, вот мы так и почувствовали сразу, что пену делать. Ну, вот можно вот так, когда двигаешь, видите, он прям как ткань становится мягкий. Но в этом состоянии можно перегреть. Что, ручкой я не додавил? Горячевато. Жарит, жжет. Да, вот это хорошо будет. Здесь уже можно плоскогубцами их додергать. Вот, видите, перегретость, вот она бельмо. То есть я вам показал все, и недогретость, и хорошее выдавливание, и перегретость. Вот оно бельмо, оно в области белесости зрачка, оно закрасится. Ну как? Ну такой глазик. Что? Да, да, изнутри. Иголочкой. Это уже финальная история. Это вот баллон, да. Я поэтому белый вам и взял, чтобы вы... Что-то скобы забиваются у нас прямо на ура. Че? Ну и где наши скидки? Теперь вот надо забивать, что А чего тебе не так? Я так расхвалил вот этот антистеплер, а он что-то нифига не работает. Я не взял отвертки. В этом случае отвертки выручают.
Что у нас по времени? Осталось? А сколько осталось? 20 минут. Так, кто-то еще... Вопрос был. Да, по пластику. По краске. Какие, поэтапно прям, конкретно по этапам сказать. По глазу или... По глазу, именно по краске пластика. Ага. Сейчас. И да. Что? Да. Тишина, как приятно. Пока вот я отрываю, буду рассказывать. Вот уже посмотрели, вот эта смывка Космофен. Все используют ее, то есть эту фирму знают как Космофен, клей у нас есть. Циакрилат, CH12. Вот, который очень хороший, типа суперклей, молниеносно клеит, особенно пальцы. Вот, соответственно, да, ногти. У нас девочки балетные все время приходят и говорят: Олег, ноготь отслоился, что делать? Я говорю: сюда, давай руку. Ну, только не совсем космофеном, циакрилатом, но который циакриновый гель, клей двухкомпонентный. Пользуетесь? Нет? Вот тогда вот из той сумочки достаньте клей, там видно, что это клей в упаковке. Вот, покажите его всем. Рекомендую вот этот клей и его образующие. Да, он на основе циакринового клея, сейчас, он гелеобразный, то есть он гуще, чем циакрилат. Тот-то прям водичка водичкой, этот более густой, и в спрее это отвердитель. То есть сначала... И склеиваем, но если циакрилат он схватывает сразу, этот не сохнет сразу. У него есть время, вот приложил, что-то не то переложил, схватил детальки. Он тоже схватывается вроде как пленочкой, но есть время на исправление. Если циакрин, ты вот приложил, что-то пошло не так, детальки у вас соскочили, он покрылся пленкой и сам себя уже не растворяет. Содой подсыпают, это когда ты делаешь, условно пластик создаешь. То есть ему можно, в циакрилат можно подсыпать что угодно. Доширак, опилки, не знаю. Да, то есть все что угодно в него как наполнитель. Фигачите и все. Этот сам по себе может засохнуть именно такой вот прямо коркой-коркой. Им хорошо работать в те моменты, где есть щель, которая и вроде склеить изделие должна, и при этом залить вот это некое пространство. Или очень тонкие детали склеиваем, и неплохо было бы их усилить таким неким скатом, переходом одной детали в другую. Вот в этом случае либо в циакрилат, да, мы подсыпаем соду или что-то еще. Вот. Кто-то пемолюкс даже вот сыпал, такой голубенький. Красиво получалось, небесно-голубой цвет. Вот. А сейчас я ей фанерку отдам. Вот, я начну рассказывать про последовательность окраса. Вот, но смотрите, опять-таки, так как сейчас будем красить глаз непосредственно вот сию секунду, в это мгновение не обязательно нужно этим пользоваться всегда. Я просто, чтобы ускорить процесс, да, зрачок рисуем какой-то темной краской в зависимости от характера глаза. Да, то есть чей это глаз, как должен этот зрачок выглядеть. Да, вот у нас здесь в глазах они разные. Где-то просто черный, где-то тоже черный, но с какими-то историями. Бывают зрачки внутри не совсем черные. Соответственно, поэтапность. Первое, мы снимаем внутреннюю пленку, первую. То есть внешняя у нас остается до последнего момента. Как я говорил изначально, чтобы сохранить нашу красоту глаза. Убрали пленку, видите, она снимается идеально. Несмотря на то, что мы запекали, она на это рассчитана. Потому что пластик изначально под формовку. Дальше, в моем случае я просто возьму маркер, чтобы нарисовать зрачок,
поскольку нам нужна черная точка в центре. Какой у нас музыкальный глаз. Для оперы. Лучше вот так вот подлезть, вот там немножечко, да. Да. И не портите, чтобы все равно. Чуть-чуть чуть-чуть его раз, а потом это вот. Да, понятно. Прям вот слишком не хватило сильно, да. Чуть-чуть. Да, все слушают маркер. Из-под. Даже. Ну вот, условно есть зрачок у нас, кривоватенький немножко, но не страшно. Ну, все глазки такие подкосенькие. Это у нас комедия была. Есть. Соответственно, мы рисуем все в обратном порядке, да, с учетом, что видится у нас будет наоборот. Далее мы задуваем белым цветом. Можно попросить вот так поделать. Светлые тона баллонов отдельно любят хорошее взбалтывание, потому что особенно Мейкер-стрит, белый цвет, там очень большого фрагментация пудры вот этой белой. Если плохо взболтать и баллон старый, помечу, именно старая краска, в свежих баллонах такого, как правило, не бывает. А в старой краске это часто, ты прям начинаешь им сбрызгивать тоже, я не знаю, все ли знают, что надо, когда баллон новый, первые несколько пшиков сделать, ну, куда-то, потому что там стоит консервант, чтобы он не засыхал. Вот, видимо, в старых баллонах с краской этот консервант все-таки оседает вниз, смешивается с краской, и ты начинаешь вроде как первые пшики делать, у тебя почему-то идет прям пудра без лака. Она сразу забивает весь канал, дюзу, все. Вот, и если мы дюзу, или как они правильно называются, кэпс, да, вот кто-то называет кэпы, вообще кэпс с английского он почему-то, я не всегда тоже это знал, вот, в простонародье, да, можешь из-под низа, вот как ты совал, ты не испортишь его, отвертки нету, вот, в общем, кэпс выкинуть думали вариант, но там был забит весь канал, вот. И про кэпы, и кэпсы точнее, да, может быть, не все знают, что они есть разного сечения. Соответственно, чем меньше вот это отверстие, тем меньше проходит давление, тем меньше краски в единицу времени у нас выходит, тем самым мы добиваемся более маленького факела, есть шанс работать с более близкого расстояния и титанически экономить краску. Как правило, у Мейкер-стрит очень большие кэпсы стоят с большим сечением. Там на расстоянии 40-50 сантиметров они дают вот такое облако, даже внутри пустое. Такую букву О, я бы даже сказал, бублик прям. Вот, кэпсы на Артоне средние. Вот, но мы часто, когда понимаем, что красить много и элементы мелкие, типа металлокаркаса, еще что-то из тонкой трубы, мы берем прям мелкого сечения кэпсы, и экономится краска прям очень здорово. Вот, при этом надо как следует взбалтывать, и кэпсы делятся у разных производителей, разные по цветам вот именно этих пластмассочек, я сейчас покажу. Вот, но бывает такое, что в одном месте мы покупаем кэпсы разных производителей, и они похожего цвета оказываются. Сейчас. И как вот их можно быстро, без увеличительного стекла определить, какого он сечения. Мы сразу смотрим, вот на ножке есть прорезь. И вот чем шире эта прорезь,
именно смотрим не на дюзу вот эту с отверстием, а на ножку. Чем шире прорезь в ножке, ножка трубочка тоненькая, и сбоку прорезь. Вот чем шире прорезь, тем больше факел. Чем меньше прорезь, тем сфокусированнее факел. Вот на этой какая прорезь? Вот. А какая на этой? Вот. Вот вам и все. Я тоже не сразу об этом знал. Я как-то напокупал, и кэпсы, часть вот желтых, часть голубых, часть белых, а 3 вида кэпсов оказались зелеными. То есть дюзы разные, разного цвета вот эти кружки, и я забыл, какая. Мне их потому что россыпью дали все кучей. И я такой, хорошо продавца успел спросить. Говорю, а как я определю-то, какая? Он говорит, ну, либо по цветам вот этих вот сердцевинок, либо, говорит, по прорезям. Я говорю, по каким прорезям? И он мне говорит, вот на ножке вот эта прорезь. Вот, с этого момента я сделал, дайте мне желтенькую. Желтенький кэпсик маленький. Не-не-не, кэпсик. Видишь, да, там почти не видно этой прорези. Хотя вот в каком-то из этих тоже, по-моему, прорезь маленькая. Вот белая, кстати, она с Мейкер-стрита. Она прям выделяется там, прям такой запил пилой сделан, он толстенный. И факел будет вот такой. Да. Да, давай. У нас нету мусорного пакета, да? Есть вот стол. Здесь коробка. Здесь вот этот утеплитель не пригодится. Ну, чуть не будет держать, давайте я в коробочку к себе. А если Пульну. брать инструменты на клеенку? Да ладно, она потом пачкаться будет, он же почти не высохнет. Вот, мусорный бак есть, правильно. И в нем есть пленочка, есть стаканчик. А все, этот кэпс не рабочий. Он засох. Давайте следующий кэпс. Итак, попытка номер 2. Какой-нибудь поменьше. Ну вот и тот черный. Давай новый. Давай в мешок, это лучше всего. Закрыть дверь, вот, чтобы сзади пошел, да? Большой факел. Ну ладно. Значит, мы дошли до второго пункта нашего покраски нашего глаза. Нарисовали первое, содрали, убрали пленку защитную. Второе, нарисовали зрачок. Третье, задуваем белок глаза. В нашем случае глаз порченный с бельмом. Сейчас мы его, собственно, этим делом растворим. Вот, значит, второе, что мы сделали. Сделали белок глазу. Сейчас красочка схватится. И далее иголочкой мы делаем вены. По сухому или по сырому? Чуть-чуть оно должно схватиться. Вот. Можно не дожидаться, пока оно прям совсем засохнет. Вот. Собрались тут, понимаешь. С командой, составом. Просто история. Если вот он не досохнет, мы начнем делать иглой. Ну, в нашем случае иголки нету, можно делать это чем угодно. Они, видите, залипают. То есть надо дождаться, чтобы чуть-чуть они все-таки подзасохли. Да, и у нас глаз начнет назад выправляться. Вот. Вот тут наглядно еще виден минус маркера, когда мы маркером делаем разметку, а потом не знаем, чем ее закрасить. Через все светлые краски все перманентные маркера всегда пролезают. И ничем ты их не закрасишь, они видны всегда. И шариковая ручка. Часто на стенах кто-то разметочку сделал, валиком белой краской прошел, через 2 дня краска высохла и разметочка вылезла. Да, еще не везде досохло.
Ну, я не взял какую-то красную, коричневую краску. Поэтому наши вены будут... Выбирайте либо зеленые, либо желтые. Он успокаивает. Даже наверное. Прожилки. На листочку. Зеленый сделать? Ну нет, красный, воспаленный, как-то это драматично. Нет. Вот. А, Можем желтый, зеленый, можем желтый, зеленый. тогда мы поймем, кто что курит или кто. А как это связано? Ну-ка, расскажите-ка нам. Это колорист. Это наука о цвете, да? Вот тут-то кто-то и пропалился. Пойдем. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Для меня тоже в эту компашку. Да? Кислота и Ближе краски находятся, поэтому не Ну, мы первые под ударом, да. чуть-чуть на особо. Сейчас будем репетировать. Слушайте, ты это своему знакомому скажи, что его краска пахнет сывороткой правды. У меня очень много претензий. Скажи, что мы тут же начали говорить правду. Девчонки начали сдавать себя по полной. С потрохами. Да, ну так и вот. В общем, Таки да. последний шаг. Это наши чудесные венки. А есть какой-нибудь такой дедовский способ подзамассировать пластик? Ручная шлифмашинка. Вот это так, да? Ацетон. Старый ацетон. Старый ацетон. В современных ацетонах и всех растворителях очень много примесей каких-то непонятных вонючих штук, которые ослабляют. И когда мы делаем какую-то иллюзию типа камней из пенопласта, когда нам надо подплавлять пенопласт, да, этот способ все использовали, делая там какие-нибудь скалы, камни, еще что-нибудь пенопластовое. Вот. Современные ацетоны, прям вот ты их наносишь, и ничего не происходит с пенопластом. И ты такой думаешь, что происходит, да. Берешь старый любимый ацетон, который продается в магазине, но его надо вот понюхал, не тот ацетон, не тот. В этот момент на тебя могут так странно очень смотреть. Остальные, чем это ты занимаешься, на самом деле вроде как ты не наркоман, да, особо. Что? Матирует она, да? Да. Но не, пенопласт, да, пенопласт она есть не будет. Пенопласт жрет только ацетон. Что? Ну, это ацетоновый растворитель, конечно, жрет. Просто вот чем меньше цифра, 646, 650 ближе к ацетону. Там, я других и не знаю, 646, 649, 650 и ацетон. Вот я думаю, я захочу что-нибудь Захочешь сделать, конечно. А чтобы потом оно себя вело хорошо. Ну вот они появились зеленые веночки, тоненькие, тоненькие, тоненькие. И самая финальная наша часть, крайняя, мы снимаем наружную пленочку. И глазик, смотрите, он прямо живет сейчас. Внимание. Вот он у нас жил вот этим блеском волшебным. Как же его взять такой красивый? Вот он горит, вот это вот прям сияет этим таким мокрым блеском. Это особенность покраски изнутри. То есть вот этот вот эффект. Ну, влажности. И вот здесь вот эти неровности — это кисть. Там. И ура. Тут получается сначала сердцевина, потом зелень темная и по периметру, и общая задувка. То есть, в принципе, если нам вот сердцевинку надо изящно сделать,
можно пойти тем же способом. Да, то есть финально ее сделать. Но тогда она будет совсем тоненькая. Вот. Либо можно оживлять таким образом лист, то есть сердцевину сделать грубую, вот это все проделать, а потом еще усугубить мелкими, как вот есть листики, они прям такие чуть ли не в сетку все. Но это прям, если уж совсем надо что-то, не знаю, какую-то, да. Да. Ну что, глаз прошел по рукам. Вопросы какие-то по... Видите, наша белесость, которая была перегретая, она растворилась. Есть вопрос? Уважаемые онлайн-участники, у вас есть вопросы? Включите, пожалуйста, микрофоны. Ну, а девчачий способ вырезать пластик. Вот это ножницами. Просто ножнички, он спокойно. Это 0,5? Это 0,7. У онлайн-участников вопросов нет, у офлайн-участников есть вопросы? Или 0,5 даже. У маски слона есть какая-то волшебная шапка. Да, кстати, про это говорили, говоря про маски, я забыл об этом сказать. Я обещал в начале мастер-класса сказать дешевый максимально способ, как сказать, крепежа маски или головного убора, вот, переходящего в маску к голове. Мы перепробовали многое. Там фетровые шапочки, какие-то шили шапочки с сшитыми резинками. Пластиковая сердцевина строительной каски. Каска стоит 3 копейки в магазине. 150 рублей, 250 рублей. Никакие командирские, директорские белые каски не нужны. Обычная рыжая каска. Обычная, да, оранжевая каска с хорошей, удобной регулировкой. Просто чем каска дороже, тем там удобнее будут регулировки. Там регулируются две вещи. Там регулируются вот эти лепестки на обвязке головы. Вот. И регулируется, собственно, обвязка головы. И в чем особенность строительной каски, чтобы она хорошо держалась, там есть сзади такой крепеж, он тоже иногда регулируется, иногда сразу сделан, который держит нас за основание черепа. Потому что в основании черепа у нас прогиб, есть вот эта ямочка, за которую можно зацепиться. И тот, кто занимался головными уборами или каркасами для всяких корон и головных каких-то штук, эту ямочку все используют, потому что крепеж к голове у нас, в принципе, два. Уши и задняя ямочка. Вот это больше... Ну, подбородок, завязки мы не берем, и ремешки. То есть часто лицо должно быть ничем не украшено, в кавычках. Вот, соответственно... Да, бывают. Вот, соответственно, вот эта вставка из-под каски, она обычно из каски отщелкивается, отогнув маленькие усики. Вот, и мы ее на эти же места саморезиками, клепками, наклей, неважно как, крепим к нашему головному убору, либо фигуру. Вот в слоне эта штука есть. И отрегулировав ее на голове, она очень хорошо держится. Но вот в этих обоих масках есть один небольшой минус в том, что эта маска на основе ворбла сделанная, эта маска сделана на основе смешанной техники, там термосетка частично использована, там использована ППЕ изолон, и чем-то мы еще, по-моему, ее усиляли. То ли какие-то пластиковые эти. Ну, в общем, они обе тяжелые. Но слон, понятно, он здоровый, поэтому он и тяжеловат. Вот. А зебра тяжелая именно из-за пластика. Вот. Но зато у нее такая очень хорошая, четкая форма, и она прям вот жесткая, но она тяжеловата из-за этого. И в ней нет каски, она плохо держится на голове. Но тот, кто в ней работает, его это устраивает, соответственно, вопрос отпал. Давайте теперь перейдем, если вопросов нету. Есть вопросы? Еще время. Время? А за нами кто-то есть? Ну, за нами нет. Технари ждут убраться и к завтрашнему дню подходят. Ну, мы можем еще минут 10. Пробежимся прям быстро, подканем и все. Быстро, только не мастер-классом, а уже сам пока. Да. Я просто готовый покажу и все. Ну, просто потом на спектакль. Технарями я буду. Технарям на спектакль. А может, мы будем в коридор ткани посмотреть этих
Ну, кстати, убираться уже можно. Ну, мы просто... Нет, на камеру будет неудобно. В общем, я покажу быстро. Я расскажу, в чем смысл, и у вас это получится. У самих повторить, потому что с тканями вообще хитрости нет никакой. Помните диван? Вот эта синтетика подкладочная. Чем плотнее ткань, тем крупнее можно сделать вот этот сегмент. Сейчас пока не переворачиваем на другую сторону. Обычная подкладка? Подкладка, да. Но вот это потолще. Вот синяя, сейчас я вам покажу, потоньше. Такая, это синтетика, химоза. Прям чем больше химозы, тем лучше она ерепенится, да, вот сгибается. Вот, да. Но это прямо эта подкладка. Но она толстенькая. Да. Ну, для вот этих спецовок, которые говорят, что защищают, на самом деле говорят. Ну, вообще это подкладка была. Вот. Более тонкая подкладка сжимается сильнее. Вот. Но если вот та сторона, с которой мы греем, она именно сжимается и вот этими такими, как, ну, не знаю, стрелами, перемычками, да, и есть эпицентры сжатия, я сейчас покажу на другой ткани, там это откровенно прям хорошо видно. Вот, смотрите. Видите, прямо эпицентры фена сжатия видны. Вот, то в случае, вот здесь прям пережженная, в случае переворота на другую сторону, это та сторона, с которой мы греем. У нас, как вы поняли, есть, наоборот, выпуклая часть. И это нам позволяет сделать фактуру змеиной какой-то там кожи. Быстрым способом. Покраска обязательно под углом. То есть открашиваем под резким углом. Баллон почти лежит на поверхности, чтобы он тонировал только часть выпуклого элемента. Тогда он нам усиливает объем. То есть одним цветом проходим под одним углом с одной стороны, вторым цветом с другой, с противоположной, либо под углом друг к другу. И тем самым мы, получается, окрашиваем их в объем и усиливаем еще эту фактуру. И получаем такую вот змеино-драконью какую-то непонятную шкуру. Да, и оно получается быстро. Далее из этого уже ткани подготовленной можно что-то шить. Но ни в коем случае не сначала выкроить и потом зажарить. Сначала жарим, потому что ткань меняет объем. Что? Ну вот, грубо говоря, вот мы положили, зеленый мы красили оттуда, золотом отсюда, то есть навстречу друг другу. Вот, далее. По стирке как она потом еще? Но если красим, конечно, краска со временем уйдет. Ее стираем на минимальной температуре, да, ну либо да. Дальше, смотрите, вот материал у нас Blackout, трехслойный. Вот, то же самое, видите, окрас под углом, тем самым он у нас дает тоже эффект. Да, но грели мы его вот с этой стороны. Здесь специально жарили до пластмассы. Вот, но когда мы запекаем вот до этой корки, уже нельзя шить. То есть это только клеится, степлерится, то есть как-то жестко крепится к поверхности. Но дает очень красивые такие вот эффекты. Вот. Вот другая синтетика, видите, она изначально была как жеваная, и она дает другие эффекты. Прям я вот этот эффект называю прям новогодний. Дайте мне вон ту фанерку. Да, она уже была жеваная. Вот смотрите, вот самая дешевая подкладка, да. Ну, вот видите, огромная температура на фене. Давай, зря я тебя, что ли, жарил, на. Жги. Смелей, круговыми такими движениями. А вот Blackout будет жариться с другой температурой совсем. Ну, то есть, ну, он же толстый, его надо сильнее прогреть. Фен вверх. Давай.
Видишь, ну он же толстый, его и прогревать надо. Но он сейчас тоже так сразу раз и пойдет у тебя. Вот тоже эффект снаружи грели, вот его красанули. То же самое, видите, что получилось? Опять у нас какая-то кожа. Ну и шьешь ее. Ну облезет так же, прям в костюме пыльнешь его. Я не про пыль, я меня чисто А, растянуться? я про растяжку. Но я думаю, что не особо она растянется. Но если ты не будешь дожигать прям вот до корки, вот с этим она все стянулась и все. А что с ней будет-то? Она уже не вернется. Она может там как-то помяться. Ну, давай мы используем спецэффект. Ну, близко к максимуму. Сейчас будет опять. Видишь? Опа. Потому что не стирать, не чувствуется Пережгла. сухой, чистый. Но вот эффект, когда слизание краски, как раз у нас было вот до дыр прям мы жгли. Но мы ее не в натяг крепили. Там была вот такая ткань. Ну, точнее, даже не такая, а вот такая, потолще. Давай. На. Ну вот. Почему, да, на Красной площади нельзя было заниматься любовью? Советами. Главное, этот ящик не расплавь, потому что он плохой, я поэтому фанерку и положил. Вот тут надо ловить момент. Колокольчик нарисуем, и ты тогда сразу сможешь. Ну вот вы греете все, вот вы греете прям поверхность. Рисуй. Как надо, поверхность греть или точкой? Ну, ты какой эффект хочешь? То есть точкой будет вот розочка, ну то есть такое. Когда поверхность греешь, она как-то начинает то тут, то там. То есть зависит от температуры, фена, ткани и всего. А грибочки это цельные? Олег, а что должно получиться? Прожечь или что? Ну, вот что-то такое, наверное. Понял. Грибочки это отдельно шапочка, отдельно ножичка, отдельно вот это, отдельно вот это, отдельно вот это. То есть тут мох это отдельный кусок. Что-что? Ну как, ну последний раз в жизни, наверное, они съедобные. Дай кому-нибудь тоже пожечь, вот там есть интерес в глазах. Кто? Кто будет отжигать? Ну, очень Иди. Горячего сейчас стараться очень опасно. Может, его не надо на камеру? Можно на воздухе, почему? Маленький кусочек. все правильно. Ножик канцелярский. Да вон полно ножей. Любой. Да вот у тебя. Маркером написать. Аккуратно. Пэт А. Вот здесь, На. Жарь и делай. маркером напишите, пожалуйста. Просто дальше на казанский мастер-класс. Есть инфа открытая про него? Наверное, на Союз театральных деятелей. Официально, да? Или у вас в Казани свой есть? Нет, в Казани есть свой, СТД. Сайт я имею в виду. Сайт официальный, Ну, официальный свой, да. Тоже в городе. Если вдруг по каким-то причинам вы не найдете, я прям вам дам специалиста ведущего, вы позвоните и скажете, что там с мастер-классом. Спасибо. Мы были у Олега на вот, потому что они про этот мастер-класс маленький знают. Вот, они такие, нифига себе, Кочуков, ты на расхват. На закат? Я говорю, Ой, а? на заказ или это где-то... Это в рекламных материалах. Все, что для наружной рекламы, где мы покупаем. А там и обрезки они дают бесплатно сейчас. Ну, может быть. Ну, если мелочь. Это в миллиметрах толщина. Это популярные размеры? Да, между ними есть еще 0,7. Но я взял ну, как бы крайности. Меньше 0,5 нам уже не интересно, он сильно тонкий. Толще миллиметра нам тоже не нужно, вы его не прогреете. резать чем? Ножом. Тонкий можно ножницами. Ну, вот из разряда Ее спрашивали. можно вот так разрезать. Зачем? чтобы не вести такой большой. А что тебе его ввести? Ты вон что, тебя утащит? Смотрите, спрашивали про то, как женская разрезка материала.
0,5, да? Да, это 0,5. А края припаиваются? В смысле припаивать? Ну, уже Неровно. Ну, она нормальная получается. не цепляется. Не. Только, наверное, вот это цепляется. Ну, уже миллиметр же так не фиганешь, да? Ну, посложнее, но тоже можно. Сноровочно, все сноровочно. Ну, кстати, мы эти видели, в живописном делают трафареты из этого же. Слушай, в живописи, наверное, может потоньше даже, там совсем. Ну, а меньше 0,5 есть? А, есть. Есть меньше 0,5, конечно. А, это же руками, да? Ну, 0,5 он, смотрите, он прям совсем превращается. Да. Такой живой сон. Да. И вот вы его прям берете и... А как не успели, он уже, видите, закоченел. Сколько раз, конечно, можно нагревать? Да сколько угодно. Как только перегреешь, он побелел. А, допустим, если прожилинку нужно палочку Ну, так, приклеивать, а потом, зачем? Вот или ты вот так и защемить, прогибаешь. Да? Защемить, Да? Ну, там для пики, нет? Ну, зато просто загревательную планку не поставили, да? Низко планки. Если рядом не какой-нибудь, так что там светодиодная. А если на куклу натянется, если нагреть? Ну, смотря что ты будешь натягивать. ну, Что? лицо, А, допустим. лицо. Но не факт, что ты его так прожмешь. А может быть и прожмешь. Я еще везде еще втыкаю лампочку, 24 ставлю. Да, не фотово. И они я просто Как понять, правая или левая сторона? А без разницы, он одинаковый. управление нашего управляния. Здесь проводался на аккумуляторе. Я бы спрашиваю, что сочетается. Между собой с чем склеивается? Также припаивается? Нет, оргстекло, ну, ПЭТ не перегрел. А вот эти ПЭТ две можно, которые показывают? Да? Которые нет. Банка это смысл. Вот этим двухкомпонентным. Утверждение. Нет, он его не растворяет, он просто как бы как гель, да, ложится на него и все. Ну вот условно остановимся, а то... Понятно. Головные упоры легкие можно делать. Да? Да, мы сосульки так как-то делали, сосульки так как-то делали. Где мой маркер там был? А, ну вот, мы... Интересно. Закрывай. Так, дайте-ка я над столом это сделаю. Кто-нибудь поболтайте вот эту штучку.
Давай. Ну, видишь, сколько прозрачного. Да, специально делал, чтобы максимально было лампа. Они еще и подкрашивали мне внутри. И как подкрашивали резиновой краской, теплой, чтобы не разбились. Не пластиковая не то, понимаешь, она не смотрится так, не пластиковая, все равно. А здесь хотелось именно конкретно лампу накрасить. Разбира и, понимаешь, 15% нить на каждом, вставляю лампу 4. И все это, ну, как бы, собираю. Да, да. Ну, вообще. Можно резать? Надо кому-то. Да, на этом мы прощаемся с вами. Спасибо огромное. Спасибо вам. Да, да, про это забыли сказать. Ну, не страшно. Участники, у вас Сейчас есть я вам вопросы? Вкратце расскажу. Да, просто мало очень времени. Но все равно. На мастер-класс, если у кого-то есть возможность приехать, приезжайте. Да, Там будет сейчас все то же самое. Проговорим Все, заново. всем только без спасибо. спешки. Расписание на Фотографий завтра будет в группе. миллион. Там, Всем до потому что свидания. много надо показать. Про каркасы там нет, 3.